В эфире. Вітаю вас, шановні глядачі, у ефірі Белсат. З вами Галина Бакунчик і наша здымачная група зараз знаходиться ў Менску каля будынку следчага камітэту. Сёння сюды выклікана сябра каардынацыйнай рады па перадачы ўлады, адзельнай улады Александра Лукашенка да грамадства, да беларускага народу. Выклікана сябра гэтага аргкамітэту Марыя Калеснікова, сябра выбарчага штабу Віктора Бабарыкі. Яна выклікана ў справе крымінальнай справы, якая была распачата якраз па стварэнні гэтага каардынацыйнага камітэту і чальцоў якіх вінавацяць у спробе захопу ўлады. Ужо былі на гэтым допыце ўсе чальцы каардынацыйнага камітэту, і вось Марыя Калеснікова сёння тут мае быць апошняй з гэтых чальцоў. Тут яе зараз чакаюць некалькі десяткаў чалавек, якія прыйшлі падтрымаць Марыю Калеснікаву, якія прыходзяць падтрымаць і прыходзілі падтрымліваць іншых чальцоў камітэту, а ў эту секунду вось журналісты чакаюць прыезду Марыі, і выглядае, што яна мусіць хвіліну з'явіць. Ребята, не бежим, хорошо? Да, давайте, пожалуйста, здесь. Не как вчера. Нет. Да, точно, это же ее адвокат. Ну, журналісты будуць праезнай часткі, трэба адзначыць, што ўсе падыходы сюды да гэтага месца аточаныя супрацоўнікамі міліцыі, спецслужбамі. Вот так вітаюць людзі яе прыход апладысментамі. Мы идем по повестке как свидетель, я иду в Следственный комитет. Бодрые, оптимистичные, все в порядке. Всем желаем не сдаваться и держаться. На вас какая криминальная справа? Я не знаю, надо спросить у тех, кто ее возбудил, но это, конечно, как инструмент давления на гражданское общество. Ну, мы посмотрим, что будет происходить, да, потом будем принимать решение. Что вы думаете о задержании вчера? Это очередной шаг увеличивания прессы? Мы в очередной раз видим, это инструмент давления на гражданское общество, и власть отказывается слушать своих собственных граждан. Таким образом применяет к ним насилие. Я чувствую абсолютно безопасность. Ну, я знаю, что очень активно подаются заявления. У меня на сегодняшний момент нет данных. Ну, я думаю, что они скоро будут. Около 2000. Значит, что в 2 раза увеличилось количество координационного совета. Ну, получается, да. Думаете, это менять стратегию действия, наших действий? Наша стратегия вот. Мы ее не собираемся менять. Спасибо вам большое, мы пойдем. А мы вас тоже спасибо. Марія, ми вас любимо, кажуть присутні тут мінаки. Марію проводять журналісти до місця, до самого будинок слідчий комітет. Учора я нагадаю, что вось Мария вось так развітваецца с присутными, не развітваецца, вітае іх. Журналісты праводзяць, далей уваход забаронены, гэта месца аточана турнікетамі і супрацоўнікі спецслужбаў тут кантралююць гэтае месца. Учора гэтак же сама тут я нагадаю, што
так же сама прыходзілі падтрымаць і прывітаць нобелеўскую лаўрэатку па літаратуры Светлану Алексіевіч. Светлана Алексіевіч адмовілася даваць паказанні, яна скарысталася сваім канстытуцыйным правам не сведчыць супраць сябе і адмовілася падпісваць паперы, якія забаранялі бы ёй паведамляць змест этой размовы. Вось такім чынам людзі віталі таксама і Светлану Алексіевіч, а зараз намерваюцца дачакацца і Марыі Калеснікавай. Усе чальцы каардынацыйнага камітэту ўжо былі ў следчым камітэце, як я пра гэта казала, а гэтым часам, напрыклад, чальцы камітэту кажуць пра тое, што ў прыватнасці Павел Латушка казаў, што ёсць пагроза іхняй асабістай бяспекі. Ён заўважыў, што за ім сочаць людзі, і таму вось мы менавіта перапытвалі, наколькі бяспечным пачуваюць сябе чальцы камітэту. Ну, пакуль мы будзем чакаць Марыю Калеснікаву, я прапаную падысці і паразмаўляць з людзьмі, якія прыйшлі падтрымаць. О, бачым маладых людзей. Добрый дзень. Закаханая пара, правильно? Здравствуйте. Скажите, чаму вы сюды прыйшлі? У вас, напэўна, вельмі добры настрой пазітыўны, да? А тут так сабе, да? Але вы прыйшлі сюды. Нормально. Ну да, мы пришли показать, да, что мы с Колесниковой, что мы есть. Вам чаму это важно? Что вы думаете вот про всю эту ситуацию? Криминальная справа, допыты, переследы и так далее? Ну, я думаю, тут все вам отвечают примерно одно и то же, поэтому cut the crap, то есть, да, мы плохо об этом думаем. То, собственно, именно поэтому мы и здесь. То есть единственное, что мы можем делать сейчас, это Как человек с паспортом. То есть, как человек с паспортом я должен быть здесь, да. И громадянин этой краины, да? Ну, да. Так. Ну, а вы самі за сваю бяспеку ці не асцерагаецеся? Напрыклад, учора былі затрыманыя людзі зноў на площади Незалежнасці. Что вы про гэта? Мы ушли за буквально пару минут до этого, то есть мы видели, как они бежали, и поэтому... Ну да. Ну понятно, что страшно, но тут надо же выбирать, или ты перешагиваешь через страх, или нет. Чаму ўлады так дзейнічаюць, як вы думаете? От силы ці от бессилия? Что это? А обсценную лексику нельзя использовать, да? Не. Я затрудняюсь ответить. Но я затрудняюсь ответить прилично на самом деле. Дякую вам, добра, дякую. Не буду вам замінаць, дякую. Ідзем далей. Бачым, людзі працягваюць авацыі. Ну, то будем з такими пазітыўнымі, светлымі людзьмі размаўляць. Вы сапраўды тут вельмі пазітыўныя, яркія, усмешлівыя. Калі ласка, скажыце, чаму вы прыйшлі не ў вельмі усмешлівае месца? И ситуацию не вельмі усмешливую. Мы пришли поддержать Марию Колесникову сегодня к Следственному комитету. Я думаю, что это самое малое, что мы можем сделать для Марии, которая делает много сейчас для нас и для нашей страны, которая не побоялась, знала, на что она идет и идет до конца. Вот, поэтому мы пришли сюда поддержать ее. Самое малое, что мы можем сделать. Дякую великі. Дозвольте вам питання. Марія Колесникова, Павел Латушка, Светлана Алексіевич на допытах, так, криминальная справа. Вот что вы про это скажете? Ну, то, что они правильно говорят, это психологическое давление. Конечно, они находятся в небезопасном положении сейчас, как, впрочем, наверное, каждый из нас, кто ходит, проявляет свою гражданскую позицию, что-то говорит. Я восхищаюсь мужеством, смелостью этих людей, храбрости и надеюсь, что все получится. Ну, а вы-то сами про себе так же, напевно, так само можно сказать. И мужности, и отвага прийти сюда, так те? Ну, как предыдущая девушка сказала, что это самое малое, что мы можем сейчас сделать. Вот, это... Дякую великим. Идем далей, бачим, что человек, напевно, с працы. Добрый день, дозволите вам питание? Вы идете мимо, да? Ці вы самі ведаеце, што тут адбываецца? Ці вы прыйшлі адмыслова сюды, скажыце? Я адмыслова. Ага. Ну, а про то, что отбывается, что скажете? Всех, кого уже неделю сюда приглашают, все это люди, которые глубоко уважаемы в белорусском обществе. Начиная от первого, это вызывали Знака, насколько я помню. Вчера вызывали, позорно я бы добавил, вызывали Светлану Алексіевич, символ нашей честности, морали, символ нашей любви, толерантности,
она практически у всех белорусов ассоциирует с нашими матерями и нашими бабушками, так, с такой житейской, простой и открытой искренностью, честностью. Вот. Ну а сегодня пригласили Машу Колесникову, которая нас всех вдохновляет. Ці вірыце вы у сілу і ў моц гэтых людзей і тых людзей, якія прыйшлі сюды падтрымаць, і тыя, якія, можа, не прыйшлі или падтрымліваюць маральна, якія бачаць нас зараз? Поддерживают, конечно же, ну, во всяком случае в Минске не то что большинство, а даже кто выходит с красными знаменами, не в большинстве своем осуждают насилие, в большинстве своем осуждают фальсификации. Поэтому мы, конечно, чувствуем поддержку друг друга, и у нас, как это сказать, у нас пути назад нету. Дякую вам вялікі, дзякуй. Бачым людзей, якія прыйшлі ў адмысловых. Дзень добры. Можа, дазволіце вам пытанне. Я побачила у вас кашулю. Хотела нашего оператора попросить, каб ён показаў кашулю, якая сімвалізуе не просто так вы яе апранули, правильно? Эволюция, да. Скажите, чаму вы яе апранули, які ваш посыл, приход сюды, з чым ваша солидарность? Ну, я нахожусь в этом процессе с первого дня. Я была в инициативной группе по сбору подписей за Виктора Бабарыка. И тому вот эта картина, якая была забраная у его коллекции это банка, вообще, да? Это настолько, ну, просто, ну, не укладывается. Нагадайте нашим глядачам. Не все памятают эту историю. Коллекцию Белгазпромбанка, которую Белгазпромбанк собирал, это возвращал на родину белорусских художников французской школы. Сказали, что это вообще все, они собирались ее вывести за границу, и ее конфисковали. Где она сейчас находится, непонятно. На самом деле я очень переживаю по этому поводу. И у нас у всех, у меня, у мужа, у дочки, у зятя, у нас у всех такие кашули. Яны носят это в Берлине. Дочка с зятем живет в Берлине. Мы с мужем тут, и мы ходим как бы на такие мероприятия. Это на знак протесту да, тых подзей, які да, адбыліся, да? Да, потому что... А цяпер пра тыя падзеі, якія адбываюцца. Куды вы ходзіце, чаму вы ходзіце, што вы думаеце і што пра тое, што бачыце вакол сябе? Вы знаете, ходим мы везде, честно. Вот. Маша — это, скажем так, руководитель нашего штаба, и, ну, как бы мы обязаны прийти ее поддержать. На самом деле мы живем от, скажем так, воскресенья, потому что ты, когда в воскресенье находишься в городе и видишь вот единение всех людей, видишь такие красивые лица, ты читаешь такие смешные плакаты, у тебя как-то, ну, силы появляются, да, вот на все вот это вот. И знаете, я вот уже когда-то говорила тоже, что я прочитала у психолога, ну, то есть надо для себя составить цель, понять, вот зачем ты это все делаешь, да. Я хочу жить вот в той обстановке, которая у нас сейчас по воскресеньям, честно. Когда вот это вот все радость, когда город отдан людям, когда никто никого не боится, когда вот там в первый, например, когда 16 числа было первое шествие, мы играли в бадминтон, устраивали акцию прямо на ступенях КГБ. Ну, то есть Беларусь белорусам, Минск минчанам и вообще. Вот мне хочется, чтобы, ну, потому что Беларусь, ну, реально замечательная страна. Я очень много езжу, и раньше мне казалось, ой, как классно там-то и там-то. А теперь я понимаю, что ты возвращаешься в Минск, и тебе здесь хорошо, то есть здесь комфортно, здесь удобно. Я хочу, чтобы мои дети вернулись из Берлина в Беларусь. Я хочу, ну... А ваши дети поехали у Берлин чаму? Калі, як давно и чаму? Ну, недавно дочь архитектор, зять как бы айтишник. Ну, они тоже очень много есть. Причем они у меня белорусскомовные. Они закончили лицей БГУ. То есть, ну, ходили на всех... Еще в 2010 году на площадь они именно как бы нас подвигнули пойти. Натхнили, да. Натхнили, да. То есть вот это они. И они хотели бы вернуться? Хотели бы вернуться? Да, в принципе. Ну, просто как бы очень мало реализации здесь. И... просто захотели, опять же, пожить свободной жизнью. То есть, ну, дочь у меня, она такая вот, она говорит, блин, ну мне классно там. То есть, вот они там сейчас тоже ходят каждый день. Ты верите, что тут будет? Ты верите, что тут будет так классно? Вы знаете, я верю, честно, потому что реально вот все, что у нас сейчас хорошего сделано вообще в Беларуси, это сделано не благодаря, а вопреки.
честно, вопреки, потому что, ну, те же какие-то молодежные инициативы, тот же вот Виктор Дмитриевич, вот почему я, как бы женщина 50 лет, я первый раз пошла собирать подписи, потому что, блин, ну я увидела человека, который меня вдохновил, то есть я знаю его всякие инициативы, и «Шанс», этот вот фонд помощи детям, и Октябрьского. Что ён зараз за кратами по-ранейшему? Что про это думаете? Ой, ну мне кажется, что это уже просто издевательство. Я даже хожу у меня плакат «Отпусти, если что, с Бабарыка отпускай». Я с ним хожу, потому что, ну, на самом деле, это человек, я думаю, который именно в эту избирательную кампанию, он вдохновил очень многих людей. И они увидели того человека, за которого они, ну, могут реально пойти. То есть, ну, без обид, ни Тихановский, ни Цупкал, ну, не мои были кандидаты, а ради Виктора Дмитриевича, да. Дякую вам великі, дякую. Ну, зрозуміло, ви сябра його штабу, ясно, що ви будете говорити за його кандидата. Дякую вам великі. Бачимо, тут ще люди так само стоять з плакатами. От ми тільки що, наш оператор показував плакат. Дозвольте вам питання. Вместе мы 97 победим. Але тут ми бачимо, що у нас от далеко не 97%. Тут зараз у гэту хвилину. Що думаєте про гэта? Пробачайте, калі ласка, можна я буду отказывать на русской мове? Як вам зручно, так? Да. Дело в том, что, учитывая те события, которые сейчас происходят, конечно, люди находятся в какой-то, ну, некотором страхе. Это понятное дело. То есть мы же видим, когда был марш 23 числа, улицы были переполнены, у всех было прекрасное настроение, никто ничего не боялся. Но даже вот сегодня с утра мы узнали, что была слежка за Павлом Латушкой. Ну, то есть, получается, на Координационный совет идет неимоверное давление. Я прочитала утром, что директор РНПЦ «Кардиология» был уволен, потому что около РНПЦ «Кардиология» были акции мирные. То есть, получается, идет такое давление, что только вот преодолев свой страх, можно выйти и поддерживать. А я солидарна. Я считаю, что в этой ситуации только один за всех и все за одного. Тем более Мария Колесникова, она у нас символ любви. У нее слоган какой? Любим, любим. Это любовь и к родине, к Беларуси нашей родной, к нашим мужчинам отважным, которые пострадали. И эта боль была в нашем сердце. Мы просто, ну, вообще на то, что смотрели, я даже, признаться, на акции какое-то время боялась, чтобы выходил мой супруг и сын. Я ходила одна на акции. То есть я сказала, что женщины будут всем сердцем защищать вот это вот насилие. Вчера вот, когда приходила наша замечательная Светлана Алексеевич, был плакат такой очень хороший: «У насилия не женское лицо». То есть, ну, по аналогии с ее книгой. То есть получается, что у нас другого выхода нет. Ибо мы выходим на марш свободы с шариками, а что делает Минобороны? Эти шарики расстреливают в воздухе. Угроза неимоверная. Вооруженный президент, ну, как бы, ездит с автоматом и показывает о том, что мы ваши цветочки, что он будет делать с нашими цветами. Забирают флаг у нашей прекрасной активистки 73-й. Для нее это святыня бело-червона, белый стяг. А ОМОНовцы забирают и просто как маленькую девочку ее гоняют по площади. А то, что произошло в Костеле, я вчера просто, вот я не знаю, для меня это был такой шок, что у меня вообще ассоциация с Хатынью возникла. Вот закрыли людей, и все в недоумении, а что произойдет дальше? Что они с этими людьми будут делать? Что они будут прям их потом выводить всех по очереди? А вдруг там реально люди, которые пришли молиться, они слушать проповедь? Ну, напевно, да. не раптом, а докладно пришли молиться. Да. Да. И вот получается, вдруг сидит какой-нибудь человек, у которого мало ли от испуга инфаркт случится, потому что не каждый же человек может выдержать этот стресс. Поэтому я считаю, что Координационный совет, и, надеюсь, наш мир услышит, что это единственный метод, который позволит договориться обществу нашему, белорусскому, нашему народу, который прекрасен. Я вообще в восторге и даже вот когда мы праздновали День незалежности, когда все спевали Куполинку, у меня сердце нават просто расцветало, потому что я так поважала кожного человека. Белорусский народ нас вельми добрый, и он любит вельми другие народы, русских, украинцев, поляков, литовцев, нидерландцев, всех. Добро пожаловать на нашу землю. Поэтому это вот мой посыл, чтобы, пусть меня уволят, не уволят, но для меня посыл, чтобы мир нас услышал и помог разрулить эту ситуацию.
Дякую велике, Да. дякую велике. Шановні глядачі, я у зв'язку з про те, що розмовляла наша суразмовця, кілька слов скажу про ті події, які відбувалися вчора на площі Незалежності у Мінську. Я нагадаю, що вчора був 18-й день мирної акції протесту супроть виніку виборів, і вчора був перший день, коли цю акцію гвалтовно розігнали супрацовники міліції. Некілька десятків чоловік були затримані, виїхали спецслужби з аўтазакамі, з спецтэхнікай просто на плошчу, людзей адчапілі і просто завозілі ў гэтыя аўтазакі. Гэта было не так, не выглядала як напад, так як это было першыя дні, але тым не менш гвалт адбыўся, людзей забралі, як з імі выходзіцца там у засценках на сённяшні дзень невядома, і быў яшчэ такі момант, што тыя людзі, якія спрабавалі схавацца ў чырвоным касцёле ад гэтага гвалту, яны былі заблакаваныя сілавікамі, былі закрытыя все дзверы, людзі заставаліся там да тае пары, пакуль аўтазакі не з'ехалі з плошчы, і каталіцкія біскупы у гэтай сувязі літаральна ў тыя ж хвіліны выступілі з пратэстам, са зваротам да ўладаў спыніць гвалтоўныя дзеянні, асабліва у месцах святыняў, у месцах касцёлаў. Таксама нагадаю, што быў затрыманы наш калега Артём Лява, і сёння ж у гэтыя хвіліны, напэўна, адбываецца суд таксама над нашай каляжанкай, журналісткай Белсату Кацярынай Андрэевай, якую вінавацяць ва ўдзеле у несанкцыянаванай акцыі, хаця ўсамрэч яна працавала на гэтай акцыі як журналістка, это было вядома, яна была абазначаная, але вось такія вінавачанні. Чым яны скончацца, мы пакуль не ведаем, мы паведамім пра гэта крышку пазней, а зараз пакуль будзем чакаць спадарню Калеснікаву Марыю, будзем далей працягваць размаўляць з людзьмі. Во, бачым, тут таксама жанчыны задуманыя. Вітаю вас. Ведаеце, я ўпэўнена, што вы сюды прыйшлі не выпадкова, правильно? Не выпадково пришли, мы пришли поддержать Марию Колесникову. Мы маленькие женщины, она мужественная женщина. И пришли просто пожелать ей сил, энергии, бодрости. Потому что смотришь на нее, она похудела килограмм на 5 минимум. Вот пришли поделиться с ней просто положительной энергией. Больше мы, женщины, сделать ничего не можем, к сожалению. Дякую вам. Скажите вы... Ой, тут у эту хвіліну трэба абавязкова падмятаць. Вот хай пакажа наш аператор, як разганяюць людзей мяцёлкамі. У гэтую секунду прыехалі камунальнікі, якія вот менавіта ў эту секунду працуюць, прыграбаюць смецце вот да плоту. Мы працягнем тым не менш гаворку, это такія таксама звыклыя метады для цяперашняй улады. А я вас папрасіла бы сказаць, ці верыце вы ўсё ж такі ў сілу нашага беларускага грамадства, яго адвагу, бо вот тут не так шмат людзей, так? Это провокационный вопрос в этом плане. Прабачце, не збіралася правакаваць, прабачце, можа, неправільна яго задала. Але факты ёсць такі, тут не так шмат людзей. Што вы думаеце пра гэта? Што пераможа, страх ці адвага, ці жаданне свободы? Ну, хай будзе так. Знаете, как говорится, очень важно, надо уметь выдавить по капле в раба. Если это народ сможет сделать, я думаю, что все на стороне народа. Ці верыце вы ў гэта? Мне цікава, ці вераць людзі самі ў себя, у сваё грамадства. Я не могу отвечать за весь народ, я отвечаю только за себя. Я пытаюсь выдавить из себя по капле раба. У меня пока получается. Если народ это тоже сможет, значит, он присоединится ко мне. Окей. А скажите то, что, может быть, я вас не спытала, але вы бы хотели сказать? Вот по сегодняшней ситуации просто, вот вы спрашивали о том, почему я сюда пришла, тоже с чисто женской точки зрения и как человека вообще с какой-то определенной гражданской позиции, о том, что в наше время, вот при сегодняшней ситуации, которая произошла в стране и при том насилии, которое было в этой стране, и это показали, прийти сюда вот в орган власти, понимаете, в эту силовую вот структуру, верить это, наверное, очень страшно. И поэтому мы просто пришли поддержать человека, чтобы ей не было так страшно. А вам? А вам? Мне тоже страшно. Я же говорю, я давлю из себя потихонечку раба. Дякую вам великі, дякую вам великі. Вот, бачите, такое вельмі грунтовне обґрунтування такое серйозне свайго прыходу і ситуація, яка адбываецца. Калі ласка, дозвольте. Вот этого человека надо проинтервьюировать. А скажите, да, сапраўды, скажите, ласка, что больше не было часу вас прибрать, як толькі зараз? Да. Іншого часу не было, так?
Ну от бачите, усміхається, каже, що більше не було. Звичайно, комунальна служба не якби рано працюється, а тут менавіта в цю секунду, коли зібралися люди. Що ви про це скажете? Я так не люблю вообще говорить на камеру, простите. Ну вот скажите мне, не говорите на камеру, скажите мне, что вы думаете вот про эту ситуацию, какая тут приборка под ногами у людей? Не, ну, все идет как надо, все правильно. Правильно, с чего боку? Правильно со всех сторон. То, что мы здесь, и то, что они тоже что-то пытаются делать. Ну, как бы это процесс. Добре, а скажите, ці ви удельничали вот у неких акціях протесту, ті не удельничали, ви сюди Был перший... один раз. Один раз. Да, был один раз. Я вообще на самом деле социофоб и не люблю массовые скопления людей. Но однажды, вот когда Ескуропат на Крестина... Ланцуг солидарности, да? Покаяние такие. Он так как бы выстраивался, и увидел дырочку, и понимал, что вот как бы... Ну, вот и на вас чекая, в этом месте да? должен быть я, да. И дальше уже за мной выстроился, и когда выстроился дальше, я с спокойной совестью пошел по своим делам. Скажите, калі ласка, это так само, это може ще більш коштовно, чим ходити там просто якби формально там не щодня. Ви прийшли просто от своей души, правильно? У каждого своя миссия просто. Ну, каждый чувствует то, что он может сделать. Просто есть люди, которые только зажглись, для них важно вся эта перформативность, участие, солидарность и, ну, все. Я, поскольку уже тлею очень давно, вы понимаете, по моему возрасту, и как бы многие этапы выражений своих эмоций я уже прошел, поэтому меня все, безусловно, это радует. И я просто смотрю те места, где я могу чем-то помочь, где я могу как-то участвовать, вот там я стараюсь находиться, вот как сегодня здесь. Дякую вам. Ви абсолютно слушно сказали. У кожного свій формат, і кожен з них коштовний, правильно? Але я би хотіла вас перепитати зараз про те, що от менавіта ви стали у ланцуг покаяння, да? Это, калі ведаеце эту акцию, да, ведаеце, пра што она была? Ад Курапа да Крэсціна, да? Што вы можете сказаць вот про гэту ситуацию пакаяння, про гэту сувязь? Яна ёсць той час і цяперашні час. Ну, он очевидный. Он просто вот как бы... Она напрашивалась, эта акция. Это действительно связь прямая. Даже тут никаких иллюзий, аллюзий нет. И очень хорошо, что она состоялась. Это очень важно. Я переживал, что он не выстроится. А потом мы с моей коллегой проехались с Гурского, или как там эта улица называется? Так, есть там такая улица, да. До Немиги. Она снимала через окошко. Мы наблюдали и солидарность-водителей, и стоящие люди там на одной и на другой стороне. И я был внутренне счастлив, потому что все состоялось и так, как оно и задумывалось, и должно быть. Скажите, калі ласка, что вы думаете про вот паводзіны, пазіцыю грамадства в этой ситуации паслявыбарнай, так? Ну и довыбарнай тоже. И уладаў. Вот ваша оценка ихняя, так? Ці она у вас меняется, ці не меняется? Что вы про них можете сказать? Громадство и улада. Нет, у меня ничего не меняется. Я вижу этот подъем. Мне было бы очень трагично наблюдать его затухание, потому что на самом деле действительно этот шанс многие ждали многие годы. У меня была надежда на 2006 год, когда я ходил на площадь и видел, как каждую ночь вот этот островок становится все меньше, меньше. Днем приходили люди смотреть, поддержать, покричать. Это все как бы разрасталось, а к ночи все как-то сужалось, и я каким-то чудом просто... Оцелели, да? Уцелел, да. Я, честно скажу, из-за усталости я проспал, и когда я проснулся там где-то в начале, по-моему, 4-го, и собираюсь идти дальше, и узнал уже, что всех там разогнали, замели, ну, как бы мне было, с одной стороны, очень... грустно, но с другой стороны я понимал, что ну, действительно с этой динамикой и ситуацией в стране ничего не могло поменяться, но это было важно. А зараз? Ці нешта ёсць іншае? Ці вы бачыце розніцу з тым часам? Сейчас, безусловно, потому что как бы выросло новое поколение, которое не понимает вообще, как можно трываць гвалт, да? Вообще в такой ситуации все эти годы. И, ну, действительно, прозрело очень много людей, очень многих людей это коснулось непосредственно, даже тех, кто там
шел с работы и получил 15 суток, и там переломы, и гематомы и все прочее. И, ну вот, власть делала все для того, чтобы как бы эта ситуация наконец-таки переломилась, и все поняли, какова она. Уже нет никаких масок, уже никто не апеллирует к законности. Все происходит достаточно брутально, это выживание просто. Это как бы борьба за жизнь, потому что для руководителя он это вполне осознает, что если он не удержится, то, ну, как бы это вопрос жизни и смерти для него. Ну, либо очень долгого срока. Поэтому сейчас идет вот борьба именно на этом уровне. За жизнь. Либо мы выживем и как бы и будем жить в нормальной стране, растить нормальных детей, и все будет хорошо. Либо мы не выживем, если он удержится у власти, потому что это будет тихое выщемливание всех, уничтожение и все. Но у него нет шансов. То есть я тут послушал умных политологов, и все отмечают, что в таких ситуациях, то есть нет просто примеров в мире с тем, чтобы в таких ситуациях как бы диктатура, ну разве что Венесуэла, но у них там просто свои источники финансирования. То есть как бы нефть, наркотики, и это позволяет содержать армию и кормить ее, и, собственно, держать ситуацию такой замороженной. А у нас же нет таких істочників фінансування, у нас же все буде по-другому. Дякую велике. Так само нагадаю вот про те, що тільки що говорили, про ті акції протесту, які відбувалися під час президентських виборів 2006 року, де некілька днів стояло наметове містечко на площі Костричницької, яке було гвалтовно так само розбите і подавлене. Так само протести, які відбувалися у 2010 році, коли були десятки людей так само затримані на площі Незалежності. По сьогоднішній день застається вельми тьмяна і незрозуміла ситуація, як могли здаритися там розбиття вокон у Домі Ураду, яке назвали пізніше масовими непорадками. Всі ці акції були подавлені, роздушені, але сьогодні вона просто безпрецедентна тут для нас, для нашої країни. Будемо розмовляти з людьми про це далі. Добрий день. Дозвольте вам питання. Скажите, будь ласка, усі розумні, усі просто своє міркування. Розкажіть мені. Просто расскажите мне, что вы зараз почуваете? Вы знаете, что я почуваю? Не страх. У меня отчаяния нет, у меня возмущение. Ну сколько можно нас давить? Ну сколько можно нас гонять автозаками вот этими? Сколько можно водометы эти показывать? Ну в конце концов, мы не рабы. Ну нельзя к нам как к скоту относиться. Ну, боже мой, мы выявляем свою волю. Каким образом? Мы не берем ни лопаты, ни ломы, мы мирно высказываем свой протест. Ну вот то, что возле костела вчера творилось, ну это же просто беспредел какой-то. Ну сколько можно нас загонять вот в эти тюрьмы? Ну посмотрите, какие вот на акции выходят люди с такими светлыми лицами, с такими светлыми глазами. Ну это же, ну я считаю, что это лучшие люди нашей страны. Ну нельзя вот так вот с нами. Скажите, будь ласка, ці у вас вот это міркування з'явилося зараз, ці оно раніше було? Ці помінялося у вас ставлення до влади? Да. Хорошо, это будет долго. Я голосовала за Лукашенко в 92 году. В 94-м? В 94-м. Ну, когда был второй этот этап. Окей, так. Вот. Через 2 недели я поняла, что он врет. То есть я послушала, что он говорил до своей избирательной кампании, потом он начал говорить, что он начал говорить после избирательной кампании. Все, больше я его не поддерживала, потому что я поняла, что человек врет, просто вот. Но я была абсолютно аполитична, потому что я видела, что не можем мы вот противостоять вот этому хамскому, вот этому подавлению, вот этому вот наглому, вот, коварному. И, в принципе, до коронавируса я сидела тихонечко и
никуда не рыпалась. Но уже после того, как случился коронавирус, я возмутилась. Я возмутилась и начала уже просто действовать вот в этих акциях во всех. И чем дальше я вот выхожу, чем дальше я участвую в политике, в этих протестах. Так, это абсолютно политичная акция, так? Вот, чем дальше я выхожу, тем больше из меня как-то выходит вот чувство страха. Тем больше я понимаю, что не знаю, добьемся мы чего, или не добьемся вот этими... Але робите то, что можете, так? Да, это все, что я могу. У меня среднее образование, я вообще не политолог, Ви громадянин своєї країни, правильно? Да. І так і дійничаєте. Дякую вам велике. Дякую вам велике за ваше слово. Дозвольте вам питання, дозволите? Это не буде лишнім. Але добре, як хочете, дякую вам. Ви скажіть, що ви переживаєте зараз у ці хвилини? Прийшли, тому що не просто ж так. Мария Колесникова зашла. Она в штабе. Мы за нее болеем, как и за весь штаб. Я би хотіла, знаєте, чому спитатися, що у вас? Які у вас ставлення сьогодні до влади, до громадства? Сюди прийшло не так шмат людей, але прийшли. Політична абсолютно ситуація, те, кто так? могут, те приходят, да. Люди ходят на массовые акции, их много собирается. Будет еще много собираться. Вот. Власть уже не удержится. Будут затухать протесты, но они потом все равно будут возвращаться. Ви вірите так у людей, да? Да, так оно и будет. Потому что уже люди не простят то, что происходило 9, 10, 11. Что вы думаете про то, что отбывалось 9, 10, 11? Фашизм натуральный. А белорусы уже видели фашизм. И вчера, как я узнала, что закрыли людей в католическом костеле, а такое было во время фашизма, я подумала, они делают власть еще хуже. Потому что я сегодня пойду на площадь Свободы, пройдусь с иконой, если получится, конечно. Я думаю, много людей тоже придет, а выходные еще больше будет выходить. Скажите, конечно, люди боятся, но, как вам сказать, возмущение больше, чем страха. Страх есть, но возмущение уже больше. Ви мені забрали питання. Я хотіла перепитатися, що переможе? Страх ці, прага свободи ці... Прага свободы, любовь, да. Доброта, любовь. Любовь к нашей стране, к людям, к настоящим людям, белорусам. Дякую вам. Добавьте. Вам есть что сказать? Я думаю, любовь, консолидация, солидарность людей. У своєму оточенні, як много ви видите таких людей, вашого міркування, хто притримується? Все мои друзья, знакомые, мое близкое окружение. И, как мы видим, куча людей, которые выходят, собственно, на акции солидарности, на митинги по выходным. И в будні дні так само люди? И в будние дни. Протесты, я думаю, не то, что затихать будут, они просто будут менять форму. Вот и все. Но рано или поздно я верю, что мы добьемся всего, чего хочем. Дякую вам велике, дякую. Ідемо далі, так само розмовляємо з людьми. Поглядім, що тут відбувається. Ми бачимо зараз, що люди в чеканні. Тут десятки людей, шмат журналістів, які чекають Марію Колесникову з цього допиту. Будемо так само далі промовляти і розмовляти з людьми. Добрий день. Белсат у прямом эфире. Скажите, кольки... раз мы вам даем уже интервью. Скажите, еще раз. По поводу беззакония, полного беззакония в государстве. Я уже сейчас давала интервью на радио. Государство, нет конституции, нет ни одного закона на всех, собственно говоря, уровнях. Законы разные, машины без номеров, несовершеннолетние дети с автоматами. Если нападает на человека 6 ОМОНовцев, значит, на него уголовное дело заводят, потому что ОМОНовец, пока его бил, ему, извините, переломали позвоночник, и его бил, и он сломал палец, и никто не берет. Верховный суд во всем отказывает, министры все прогнили с ног до головы, абсолютно ничего не решают, депутаты ничего не решают, защитить нас некому, начиная, я даже не знаю от кого. Что делать людям в этой стране? К кому обращаться, где искать эту правду, где искать закон? Что вы дадите?
Я могу только одно сказать, что вот моя дочь уехала, она очень хороший доктор детский, она работает в Питере в клинике Рошаля. Ее дети, которые сейчас со мной, хотят и выбирают страну, куда бы уехать. Кто останется в этой стране? Останутся пенсионеры, кто их будет содержать? Кто? Ну, бачите, улада каже так, что звольняйтеся, сыходьте, з'їжджайте нават, кажуть. Да? Что вы про это скажете? Так министр заявил такое. Ну, не подобается, сыходьте, з'їжджайте, вызволяйте операционное место. Вот наша задача, чтобы они куда-нибудь съехали или исчезли, чтобы мы их никогда больше не видели. А наши дети вернулись и остались. И чтобы эта страна процветала. Вот это моя позиция. И я буду выходить, даже если меня будут убивать, я все равно буду выходить. Дякую вам. Дозвольте вам так само. Что вы Поддерживаю все сказанное, потому что я не хочу, чтобы мои дети тоже смотрели ни в какую сторону, ни на восток, ни на запад. Я хочу, чтобы они здесь остались, здесь строили семьи, здесь строили свои жизни. И я не хочу, чтобы я тоже думала, как мне на 3 работах проработать, чтобы их содержать все это время, которое власть манипулирует нами, не верит в нас, держит нас за каких-то, не знаю, то ли дурачков, то ли, возможно, еще за кого-то. Но это время уже прошло. Народ проснулся. У народа теперь другое мнение, и они хотят перемен. Народа другого здесь не будет. Будет другая власть. Я на это надеюсь. Дякую вам велике. Да, вот такое меркаванне. Я только яшчэ раз нагадаю вот про тыя падзеі, якія гэтымі днямі адбываюцца, про тыя заявы, якія рабілі чыноўнікі беларускія, якія так і казалі, што так, Александр Лукашенко заявіў, каб настаўнікі пакідалі свае працоўныя месцы, калі яны не падтрымліваюць ідэалогію дзяржавы. Настаўнікі выйшлі з пратэстам да міністэрства адукацыі. Іх прыйшлі падтрымаць вельмі многія іншыя людзі, і ў выніку да міністэрства адукацыі замест міністра приехали каля 2 десяткаў тазакаў спецтэхнікі ў адказ. Міністр абароны заявіў, што грамадзяне могуць пакідаць сваю краіну, вызваляць працоўныя месцы, а грамадзяне, як толькі што мы чулі, адказваюць, што яны б жадалі бачыць на іхніх месцах іншых людзей. Таксама яшчэ скажу, што пра што тут узгадвалі людзі, якія тут сабраліся, што кандыдаты ў прэзідэнты, якія падалі свае заявы у пракуратуру, у Верхоўны суд з пратэстамі паводле вынікаў выбараў, з незгодай гэтымі вынікамі. Так вось іхнія заявы вышэйшыя дзяржаўныя органы ўлады не падтрымліваюць, не разглядаюць, яны пакінулі без разгляду. Ні Верховный суд, ні прокуратура не стали разглядаць іхнія заявы па сутнасці. Таксама людзі, як бачыце, кажуць, што яны не могуць нідзе дамагчыся ніякай праўды, і дэпутаты маўчаць. Таму вот координацыйная рада, камітэт заклікала адклікаць дэпутатаў, якія мусяць у гэтай сітуацыі адстойваць інтарэсы сваіх грамадзян, людзей, якія нібыта іх выбіралі. Ну, фармальна, конечно, яны выбіралі, а па сутнасці гэта прызначэнцы ўладныя, якія не рэагуюць на тыя падзеі. І вось цяпер такая стартуе акцыя аб адкліканні дэпутатаў. Мы тым часам працягваем чакаць Марыю Калеснікаву. Некаторыя людзі прыходзяць сюда далей падтрымаць і пачакаць яе, некаторыя працягваюць, некаторыя сыходзяць, некаторыя новыя людзі з'яўляюцца. Вот у такім чаканні ўжо прайшло каля 20 хвілін. Гаспадарня Калеснікава пайшла на допыт, і мы будзем працягваць з людзьмі размаўляць. Дзень добры, дазволіце вам пытанне? Дзякую вам вялікі. Вы с унучкой пришли сюда? Это моя дочка. Твоя дочка, віншую. 13 годов. Вельмі прыгожа. Так. Скажите, чему вы пришли с дочкой со своей? Ну, она пришла, потому что она ходила там за подручниками, просто пришла до меня. А я пришел для того, как потрымаць Марию. Мне захотелось так. Ну, ее и так само хочет. Мне просто вельмі... А ты
З вашого дозволу порозмовляю з вашою. Скажи, а ти ведаєш, що тут увогуле відбувається сьогодні, що відбувається в Україні зараз? Ну, відбувається в Україні, звісно, вельми дрэнныя падзеі. Мне гэта не падабаецца, і мне хочется, каб у моей краіне, там, где будут жить мои дети, мои внуки, мабуть, каб здесь было все чисто, свободно, каб нічого не боялись, каб люди выражали свою падзею, свою мову, своє меркаванне. Ці вельмі пригожа беларуская мова. Дзе навучилася? Але зараз уже не... Яна вучыцца Мы ще порозмовляємо. Яна вучыцца ў 20... Нехай сама розкаже. Я учусь просто у 23-й гімназії. Беларускай? Беларускамоўная, да. Чаму обрала беларускую мову, скажи? Яна прыгожа. Ці много твоих сяброў размаўляюць па-беларуску, ці хацелі б размаўляць па-беларуску? У мяне не так вельмі шмат сяброў, і яны размаўляюць толькі па-расейску. Ну, але некаторыя ж ёсць, Рома, напрыклад. Ну, да. А ты чаму беларускую мову абрала? Акрамя того, што она прыгожа, это важно для цябе ці не? Ну, конечно, гэта ж моя мова, маёй краіны, там, дзе я радзілася, там, дзе я, мабыць, буду жыць. Хацела, каб она стала дзяржаўнай, каб паўсюдна размаўлялі? Да, вельмі бы хацела. Дзякуй вялікі. Ну вы цяпер раскажыце, як вы выхавалі такую дачку, якая так любіць беларускую мову? Сама выхавалася. У вас сям'я беларускамоўная? Ну, справа ў тым, што я з нараджэння пачаў з ёй размаўляць, як она была у пялюшках. Так, з самых пялюшак пачаў размаўляць па-беларуску, ну і так неяк натуральна сталася, што патроху. Канешне, асяроддзе уплывае, безумоўна, вось, і тыя дзеці, якія там вучацца ў гімназіі, яны не ўсе размаўляюць, далёка не ўсе па-беларуску, ну, але патроху ўсё это рухаецца. Але скажыце, як лёгка ці як цяжка жыць беларускамоўнай сям'і ў расійскамоўным атачэнні? Хутчэй за ўсё, што ну так, да? Ну, канешне, гэта не вельмі проста ідзе, ну, але тут патрэбна нейкі напор пэўны, так? Ну, і вернасць сабе, і ўсё. Ці мяняецца ў грамадстве стаўленне да беларускай мовы? Ці было вам лягчэй некалі размаўляць, ці лягчэй зараз размаўляць па-беларуску? Ведаеце, ну, я ж уже даволі такі чалавек сталы, і быў жа перыяд 90-х гадоў, калі быў народны фронт, і ўсё гэта было такое... Уздым, так. Зараз нешта падобнае, але я думаю, што зараз яшчэ больш шырокае, таму што і шырокае, і глыбокае адначасова. І это вельмі важна. Народ узняўся, і зараз так хутка, проста імгненна ідзе фарміраванне нашай нацыі, і я спадзяюся, што ўжо назад адкруціць это немагчыма. Калі вы бачыце гэтыя змены, калі яны такія вельмі моцныя пачаліся падчас гэтай выбарчай кампаніі, ці гэта было раней? Як ваша мяняецца ацэнка грамадства, уладаў за гэты час? Ведаеце, выспяванне гэта, канешне, было патроху, паціху даўно. Проста імпульсна так адбылося, усе гэтыя падзеі наклаліся адно на адно, і гэта перадвыбарная гэта кампанія, так бы мовіць, і вірус, і эканоміка, і ўсё гэта склалася разам, і наклалася на тое, што ўсё ж такі людзі нейкім чынам абудзіліся. Абудзіліся да новага жыцця. І самае галоўнае, абудзіліся да свабоды. Бо свабода – гэта найгалоўнейшая каштоўнасць. Яна даражэй нават за мір. Як вам падаецца, свабода важней ці страх больш магутны? Бачым, тут не так много людзей, ну некалькі десяткаў чалавек, а не сотняў людзей. Што вы пра гэта скажаце? Ну, ведаеце, кожны чалавек выбірае сам, якім чынам яму рухацца. Вось. Той, хто можа прыйсці, той прыходзіць. Той, хто хоча паўдзельнічаць у мітынгу, але баіцца, ну то... Мае права. І ён можа вывесіць, напрыклад, сцяг, як это было. Мы ходзім па вуліцы, напрыклад, са сцягамі, а нехта вывешвае сцяг у акно, альбо проста кветкі. Нават такую дзіўную карціну назіраў, калі маршам ішлі ў мінулае ці пазамінулае нядзелю, жанчына просто высунулася ў акно, і людзі яе павіталі, і у яе была фіранка, здаецца, белая. Не было нічога, каб... Пад рукамі, да? Пад рукамі. Яна гэту фіранку проста выставіла ў акно для таго, каб выказаць салідарнасць. І жанчына даволі сталая. Так што мы бачым, што людзі падымаюцца і ўжо абудзіліся, нацыя абудзілася, і назад ужо нічога мы не адкруцім. І як бы
значыць, гэты наш былы прэзідэнт са сваім сынам не гулялі ў салдацікі, але гэтыя салдацікі хутка скончацца. Невядома, канешне, як гэта канкрэтна будзе, вось, але это будзе абавязкова. А што вы сказалі, калі вот зараз ім сказалі і уладам, і грамадству сёння зараз, што, як бы вы звярнуліся, з якімі словамі? Прэч, проста прэч, бо нам надакучыла гэта. Гэта дэбільная ўлада, абкладзеная гэтай зброяй, гэтыя ўсе іх дзеянні, тых рухі, просто забівання і збіццё ні за што людзей, якія проста мірна стаяць. Дарэчы, магчыма, гэта і ёсць наш асаблівы беларускі шлях, гэты шлях дамагчыся мірам. Просто миром, бо мы один народ, и мы, я спадзяюся просто, что мы добьемся этого. Мы выстоим у прамым, у пераносным сэнсе, вось, як кажуць, і ўсё у нас будзе добра. Дзякую вам вялікі, дзякую вялікі. Вот такія натхняльныя просто меркаванні і прамовы людзей. Будзем працягваць чакаць Марыю Калеснікаву, працягваць размаўляць з людзьмі. Дазвольце вам пытанне, дазвольце, так? Да. Скажыце, калі ласка, вот вы чалавек уже сталых гадоў, так? Шмат пабачылі на сваім веку. Ці нешта бачылі з таго, што адбываецца сёння? Ці думалі пра тое, што вы гэта ўбачыце? Ну, я так сталага ўзросту, на пенсіі, і шмат што пабачыў з 90-х гадоў, пачатку 90-х гадоў, калі пачаўся беларускі рух, перестройка, і потым, калі выбралі дзеючага зараз пакуль што прэзідэнта, быў нейкі такі перыяд, калі падалося, што ўсё застой, і таму колькі было выбараў, я не галасаваў. Ці удзельнічалі зараз чаму? Чаму зараз? Таму што мне падалося, што з'явіўся шанец нешта змяніць да лепшага. Ну і хацелось бы пажыць і самому у нормальной, цивилизованной, демократичной стране. Ну и так само моим внукам, детям, внукам. Так само, это стандартное, я чую так все говорять, але это ад усяго сэрцу. Не хотелось бы, каб мои дети и внуки з'язджали з гэтай страны. Сам я с жонкой никуда з'язджаць не збираемся. Это наша земля, наша краіна, так? Так. И нам хочется спадзявацца, что ўсё неяк разрешится по-доброму, хотя пакуль что мы бачым, вось учора вы таксама там былі, я вас бачыў, быў такі сілавы разгон. Мне падалося, што сілавікоў там было больш, чым тых людзей, якія там сабраліся. Ну, пабачым, што будзе далей, але мне падаецца, што нам адступаць ужо няма куды. Дзякую вам вялікі. Ну, бачым, патрулююць зараз тут супрацоўнікі міліцыі, але гэта не спецслужба, это патрульная служба, якая тут ходзіць. Па-ранейшаму стаяць тут работнікі камунальных службаў, якія менавіта ў гэту хвіліну мусілі тут рабіць прыборку. Ну, а людзі тым часам працягваюць тут заставацца на месцы, працягваюць чакаць Марыю.
Мы ж таксама будзем працягваць чакаць і будзем працягваць размаўляць з людзьмі. Малады чалавек, вам дазволіце пытанне? Скажыце, калі ласка, як вам зручна, скажыце, калі ласка, вот што вы скажаце пра тыя падзеі, якія адбываюцца, чаго болей у вас, надзеі, страху ці чаго, вот з чым вы вот жывяце сёння? Все понемножку на самом деле. Каждый день как инфографика, то вверх эмоции идут, то вниз. То появляется надежда, то она пропадает. Потом происходит какое-нибудь событие, и у тебя опять появляется надежда на изменения. Тыя события, якія ёсць, тыя падзеі, вот што вы пра іх скажаце? Вы уяўлялі, што яны могуць быць такімі, ці не? Да, я представлял, что примерно так все и будет. Единственное, что я рассчитывал, надеялся, что народ выскажет более явно свою позицию и дольше будет сопротивляться именно тому нажиму этой системы, которая сейчас существует у нас в стране. Вы лічыце, што гэты супраціў меньше стаў, так? Ці ён прападае, ці ён прападзе? Я это вижу. Я это вижу, что люди в своем большинстве, я не скажу, что теряют надежду, но их запугивают, на них оказывают давление, и они теряются. Они готовы продолжать работать за те копейки, даже понимая, что в будущем они будут получать меньше денег, чем сейчас. Вы лічыце, прычына гэтаму чаму? Ціск адміністрацыйны, ці гэта такая слабая воля, ці слабажаданне свабоды? Чаго тут болей? Однозначно это давление, оказываемое администрацией и предприятий, и районов, и также и силовых ведомств, которые выезжают на вот эти вот все фирмы, предприятия и проводят так называемые разъяснительные беседы. Што вы сказалі? Што вы сказалі зараз уладам і што вы сказалі людзям, пра якіх вы толькі што гаварылі, пра працаўнікоў прадпрыемстваў і нейкіх арганізацый? Властям. Что вы сказали уладам и людям? Людям я бы сказал, на самом деле, более активно выражать свою позицию. Меньше все-таки бояться. Понятно, что бояться вы все равно будете, но надо как-то объединяться вместе, группироваться, координироваться. Властям, вы, конечно, меня извините, но народ сейчас четко высказал свою позицию, что легитимной власти у нас сейчас в стране нету. Дзякую вам вялікі. І я вот да сказанага дадам, што сапраўды гэтымі днямі, акрамя тых мітынгаў за дзейнага кіраўніка краіны, на якіх людзей звозяць на дзяржаўных службовым транспарце, гэтымі днямі чыноўнікі вышэйшага рангу аб'язджаюць калектывы працоўныя, размаўляюць, праводзяць размовы з працоўнымі калектывамі. Напрыклад, сёння міністр спорту збіраецца наведаць алімпійскую каманду па лёгкай атлетыцы, і спартоўцы, якія выказаліся супраць гвалту, супраць вынікаў выбараў, вот зараз з імі будуць такія праводзіцца нейкія гаворкі, дзе, як правіла, праводзяцца нейкія там пагрозы, як звычайна звальненняў ці яшчэ нешта. Спартоўцы просяць свае дапамогі. Ну, для тым часам ёсць працоўныя калектывы, якія супрацьстаяць такому ціску і гвалту, і, як мы ведаем, адзін з такіх калектываў гэта мінскі трактарны завод, гэта завод это шахты салігорцы, салігорскія шахцёры, а таксама супрацоўнікі Белазу ў Жодзіне, якія таксама і сёння выходзяць калонамі на знак пратэсту супраць таго, што адбываецца. Гэтым часам мы ізноў працягваем размаўляць людзьмі, людзі дабаўляюцца, прыходзяць новыя людзі. Дазвольце вам пытанне. Добрый дзень. А вы, напэўна, недавно падышлі, так? Ну, не вельмі. Не вельмі, то есть вы даўно ўжо тут чакаеце? Так. Я бы хацела вашага меркавання. Ці сапраўды людскія пратэсты, якія мы бачылі вялікі ўздым, яны больш мізэрныя робяцца, менш надзеі застаецца. Ці гэта... Што за гэтым стаіць, як вы думаеце, і што далей, як вам бачыцца? Ну, я думаю, трэба ўсё роўна намагацца выходзіць і паказваць сваё меркаванне. Чаму тут не так шмат людзей, як вы думаеце? Ну, пэўна, нехта пайшоў да спартсменаў падтрымаць. Вось. Мы прыйшлі сюды. Ну, хто куды можа, то туды ідзе, я думаю.
Ці верыце вы ў людзей, што людзі хочуць этой свабоды, нават калі іх тут няма? Веру, калі не верыць, то гэта ўсё дарма. Дзякую вам вялікі. А як вы лічыце, таксама скажыце, каго больш, тых людзей, якія прагнуць этой свабоды, ці тых людзей, якія прыходзяць падтрымліваць уладу на этой уладныя мітынгі? Ну, это же очевидно, что тех, которые хотят свободы, больше. Только почему-то, ну вот как-то протест этот все равно, вот его тенденция к мирности, она приводит к тому, что вот в будние дни люди сидят на работе и ждут выходного, чтобы наконец большой толпой выйти, что уже 2 выходных показало. Но вот если какой-то теперь уже совершенно очевидный смысл собираться на эти мирные, это уже вопрос. Ну как бы еще раз показать, как нас много, это понятно. Нас много, вот хочется каких-то следующих действий. Вот это я, собственно, в последнее время тут всех дергаю и говорю, потому что мир миром, конечно, но миром мы, я смотрю, многого не добьемся. А ці верыце вы ў тое, што да, вот нейкае развіццё падзеі, но можа быць, і ёсць каму удзельнічаць у этом мирном? Конечно. Ну, то есть это очевидно, во-первых, что есть развитие действий, и оно развивается, только развивается, как всегда, повольно в Беларуси. Белорусы, партизанские сыны. Только бы они не думали, что так и треба. Что все-таки, как говорил Прокопьев, надо все-таки зубы отрастить, таблетку зверина все-таки принять. Но не через побои. Хочется, чтобы она как-то появилась что надо что-то сделать уже более действенное, кроме мирных протестов, которые уже в фестивале превращаются в мирные. Вот. Ну, как-то вот у меня такое мнение. Я надеюсь, что действительно все так будет меняться, и у всех будет эта решимость. Дякую вам вялікі. А вы, это ваша дачка, дазволіце паразмаўляць, да? А скажите, калі ласка, вы што за моладзь скажаце? Што за моладзь скажаце? Якія у моладзі прагненні, жаданні і спадзяванні? Я думаю, што галоўнае і вельмі важлівае, наша мэта, мы не хочам з'язджаць, мы хочам жыць у сваёй радзіме, у сваёй вольнай радзіме, у якой мы можам займацца тым, чым мы хочам займацца, і гэта будзе патрэбна, гэта будзе вельмі дзейсна. Запатрабавана тут у сваёй краіне, правда? Так, менавіта так, безумоўна. Гэта тое, чаму мы тут, чаму мы выходзім, чаму мы не баімся, вось, чаму мы гэта ўсё робім і не збіраемся здавацца. А скажите, вот у вашым атачэнні, ваши калегі, там, сябры, яшчэ знаёмцы, вот якія ў іх настроі? Ці ведаеце ж, напэўна? Ведаю. Гэта было вельмі для мяне дзіўна і радасна даведацца да таго, што ў іх ва ўсіх аднолькавыя думкі. Нягледзячы на тое, чым займаюцца іх бацькі, у якім асяроддзі яны выраслі, але ўсе з адзінай мэтай ідуць, выходзяць і робяць усё, што ў іх магчымасці. Дзякую вялікі, дзякую. І таксама дадам да сказанага, што сапраўды людзі розных заняткаў, розных сацыяльных груп аб'ядноўваюцца зараз з такой мэтай пратэстаў супраць вынікаў выбараў, мэтай адстаўкі дзейнай улады, мэтай яе перавыбараў. Нагадаю, што літаральна днямі адзін з кіраўнікоў найбуйнейшай кампаніі, IT-кампаніі ПАМ у Беларусі далучыўся да коордынацыйнага камітэту. І так, як сказала сёння Марыя Калеснікова, там ужо некалькі сотняў чалавек людзі далучаюцца па-ранейшаму. Па-ранейшаму тут людзі збіраюцца таксама, бачым, з кветкамі, пацікавімся, да каго прыйшлі з імі. Моцна падазраю, што это сустракаць Марыю Калеснікаву. Добрый дзень. Ці дазволіце вам пытанне? Я бачу, вы з кветкамі. Да. Я думаю, што не выпадкова. Не выпадкова вы тут стаіце з кветкамі і да кагосьці з імі прыйшлі, так? Ну, для Марии, да. Так, я так і подумала. Вы што вы хочаце сказаць гэтым вітаннем кветкамі? Так. Наверное, какими словами подарите этой кветкой, скажем так? Наверное, поблагодарить ее за такой позитив, который она нам дарит. И я не представляю, как она держится. Мне кажется, у всех такой подъем, спад в настроении, в принципе, во внутреннем состоянии сейчас. А она прям держится, по крайней мере, нам показывает это. Я хочу за это ее поблагодарить.
Дякую великі. Що можете сказати? За що ви подякували, скажем, інших людей, які сюди прийшли, які виходять на мітинги? Ці є вот такі слова, как бы виказати, які у вас почуття до їх? Да, людей, которые выходят на митинги, я немножко не Так, понимаю вопрос. так. Ну, я не знаю, мне кажется, каждый должен сам себя мотивировать или искать в чем-то мотивацию, чтобы продолжать выходить каждый день, потому что мне недавно сказали такую фразу, что это не спринт, а это марафон. То есть это все за какой-то короткий срок не может закончиться. Никто не знает, это будет длиться еще день, неделю, месяц или полгода. Но в любом случае, ну, я, по крайней мере, уверена и верю в то, что рано или поздно это все закончится, и мы как бы одержим победу в этом. Дякую, Лекі, дякую. Вот, бачимо, що всі зустрічають з квітками, зустрічають з добрими словами. Ну, вот так само будемо спинятися. Дозволите з вами розмовляти? Да, можна. Коли ласочка, тепер ви скажете добрий день. Ви скажете своє почуття зараз. Розкажіть своє, що ви зараз переживаєте, і чому ви тут, і чому ви, напевно, ще кудись всі ходили і виходили, чи ні? Ну, я больше как бы с документальными вопросами занимаюсь. Я была наблюдателем на 2 участках и активно принимала участие в выборах. Поэтому я непосредственный свидетель фальсификации выборов. Поэтому меня это очень беспокоит. И первое, то есть признание недействительности выборов. Потому что я сама и группа людей, с которыми мы были, мы конкретно являемся свидетелями, что это было нечестно, это было неправильно. Скажите, что вы бачили, что вы можете сказать, вот на каких прикладах вот эта неправда была? Ну, первое, например, был принят закон об ограничении количества наблюдателей. В избирательном законе этого ограничения нету. То есть было постановление, принято ЦИКом, которое основывалось якобы на противоэпидемиологических мерах. Президент объявил, что мы победили коронавирус. Никаких мер не объявлено противоэпидемических. Карантин не объявлен в стране. Почему вдруг ограничения? То есть, какая-то нестыковка, какое-то вот несогласие вот в этом. То есть было ограничение, уже нас не допустили. После этого ЦИК выпустил сообщение такое, рекомендованное, что нужно составить графики. В этот график мы не попали. То есть туда попали, как мы потом увидели, работники этого помещения, в которых были избирательные комиссии. Ну, тоже полная несправедливость. И нам эти графики даже не показали. То есть мы хотели проверить, правильно ли включили по очереди нас, какие там фамилии, есть ли мы там. Нам даже эти графики не показали. Просто сообщили, вы не попали в список, и все. Ну, мы оказались за дверью этого участка. Ну ладно, мы согласились с этой участью, но решили, будем за дверью. Кончилось тем, что нас начали выгонять вообще из помещения. Мы обратились, я лично обратилась к ректору этого помещения, академии, где проходила избирательная кампания. Подскажите, укажите, на основании какого закона нас выдворяли из помещения. Это было еще до основного дня выборов. То есть и пишу, что поскольку выборы имеют конечный срок, сообщите, пожалуйста. То есть либо мы имеем право или не имеем права находиться. Мне по сегодняшний день ответа не поступило. А что у апошні день голосування? Як виніки виборів підлічувалися? Що тоді було? Ці мели магчимость люди бачить тыя протоколы подліку голосов? Протоколы все были вывешены ночью, когда уже здание было закрыто на ключ. То есть кто стоял ночью, тот мог его сфотографировать. Вот я лично подошла к заместителю председателя комиссии и говорю: Людмила Владимировна, когда будет протокол? Она говорит: не стойте вы этой ночью, утром будет висеть протокол. Я, как честный гражданин, поверивший другим честным гражданам, пришла утром, протокола уже не было. Я обратилась к председателю комиссии, он говорит: какие-то хулиганы сорвали его. То есть внутри висел протокол, к ним зашли хулиганы и сорвали протокол. Яку рису подведете? Який вынік, вот, як подсумуете вот то, что вы бачили и переживали? У меня вывод один. Были членами, руководством избирательных комиссий приняты были все меры и мероприятия для осуществления фальсификации выборов. Иначе эти меры воспринять нельзя.
Што далей, як вы думаеце, як далей мусіць дзейнічаць вот грамадская супольнасць, грамадзянская супольнасць, каб вот гэтую сітуацыю змяніць, выправіць на сапраўды спраўдзівую, справядлівую? Надо доказывать, что выборы были нечестными, и требовать либо отставки, поскольку президент не выбран народом на сегодняшний день, либо его отставки, либо новых выборов. И если он победит, пусть он остается. Я так считаю. Потому что на данный день он не выбран народом. Он не выбран. И мы наблюдатели, мы свидетели этому. А скажите, какие ваши ўражанні ад людзей, якія прыходзілі на выбарчыя участкі? Вы, можа, не першы раз удзельнічаеце. Ці гэта былі выборы адметнымі? Вот какие ваши ассоциации от людей? Я всегда прихожу на выборы. Я была на прошлых парламентских выборах, там вообще никого не было. Я пришла без 15 минут до окончания. Лист был пустой, никто не приходил голосовать. Сейчас у людей была радость. Все шли в белых одеждах, все к нам подходили. Мы показывали, что мы не можем разговаривать. Мы отметьте, мы за Тихановскую. Мы с вами. Ну, 90% людей шло, и все в белых одеждах, все были радостные, все хотели быть вместе, все хотели браться за руки и доказывать, мы народ, мы вместе. Мы должны победить. Тады ці верыце вы вот сапраўды ў тое, што пры новых выбарах цяперашні кіраўнік перамог бы? Перамог? Навряд ли. Во-первых, надо ЦИК первое поменять, потому что весь виновник – это ЦИК. Может быть, я не знаю, может быть, президент и не в курсе этого, но это дело ЦИКа. ЦИК вот эту сделал фальсификацию. Поэтому при них нельзя им доверять следующие выборы, только новому ЦИК, это однозначно. А он победит или нет, я не знаю. Глядя на окружение, кажется, что нет. Дякую вам велике, дякую. Я тільки додам, вот сказано, що зараз Белсат, наша здымачная група працуе тут каля следчага камітэту. Мы чакаем Марію Колеснікову, сябра выбарчага штабу Віктора Бабарыкі, якую выклікалі сюды на допыт, адну з апошніх з чальцоў каардынацыйнага камітэту, які быў складзены дзеля таго, каб вырашыць вот гэты палітычны канфлікт, палітычнае пытанне, якое зараз існуе паміж уладай і грамадствам, пра тое, што толькі што гаварыла сябра выбарчай камісіі, якая сведчыць, што выбары прайшлі несвабодна, несправядліва, што яны былі сфальшаваныя. І вось за гэты каардынацыйны камітэт, які звярнуўся да ўладаў па перамовы, каб вырашыць гэтае супрацьстаянне, каб вырашыць гэты крызіс палітычны. Супраць, па-перша, улады не адгукнуліся на іхнюю прапанову перамову, а супраць чальцоў каардынацыйнага камітэта, ну, супраць стварэння каардынацыйнага камітэта распачата крымінальная справа аб захопе ўладаў, а ўсіх чальцоў зараз па чарзе выклікаюць на допыт у следчы камітэт. Адна з чальцоў каардынацыйнага камітэта, Ольга Кавалькова, увогуле знаходзіцца зараз у зняволенні. Яна атрымала 10 сутак адміністрацыйнага арышту за тое, што яна прыйшла на прахадную трактарнага завода размаўляць з працоўнымі, якія адны з першых выступілі з пратэстам, якія ладзілі стачку на сваім прадпрыемстве, якія першымі прыйшлі ў цэнтр Менску к будынку ураду, каб выставіць свае палітычныя патрабаванні. Так вось Ольга Колеснікова застаецца за кратамі, а працаўнікі трактарнага завода працягваюць прыходзіць на плошчу Незалежнасці з патрабаваннем адстаўкі Лукашэнкі, з патрабаваннем новых выбараў, вызвалення палітвязняў, спынення гвалту, свабоды слова і многімі іншымі палітычнымі патрабаваннямі. Учора гэтую мірную акцыю гвалтоўна разагналі сілавікі чарговы раз. Пасля асноўнага дня галасавання чарговы раз была такая спецаперацыя. Ізноў былі арыштаваныя затрыманыя людзі, якія зараз знаходзяцца за кратамі, і таксама
І таксама былі нават зачыненыя дзверы ў касцёле, былі зачыненыя дзверы ў касцёле, што вельмі абурыла не толькі саміх прысутных, не толькі грамадзян, але і іерархаў каталіцкага касцёла, якія выступілі з пратэстам супраць такіх дзеянняў сілавікоў. Яны заявілі, што ніхто не мае права зачыняць і блакаваць доступ да храмаў, куды людзі прыходзяць маліцца. Тым часам ужо больш як паўгадзіны, напэўна, Марыя знаходзіцца на допыце. Я нагадаю, што вчора тут была Светлана Алексеевич, нобелеўская лаўрэатка па літаратуры у Беларусі, і яна адмовілася даваць якія-небудзь каментары, сведчанні на падставе Канстытуцыі, якая дае права не сведчыць супраць сябе. Светлана Алексеевич таксама адмовілася падпісваць дакументы, якія забараняюць ёй распавядаць пра змест тае размовы. Марія Калеснікава значна больш знаходзіцца за кратамі зараз. Што яна нам скажа, я спадзяюся, мы пачуем, а пакуль будзем ізноў жа размаўляць з людзьмі. Дазволіце пытанне, так? Да, добры дзень. Ну, скажыце, калі ласка, вы свае настроі, у вас вельмі прыгожы знак. Раскажыце пра яго. Дзе вам удалося, як вам удалося вышыць, самастойна зрабіць, набыць? Самостойно я бы, конечно, хотела это сделать, но я нашла в Инстаграме, получается, ребят, которые продают вот такие сумки, и там, получается, она стоила всего 18 рублей. Я, к сожалению, не помню. Не, если можно сделать рекламу ему, я могу сказать там название. Може не варта, а може лепш расскажите, як это было зроблено, это вышивка, что это? Вот, это получается нашивка, наверное, как я понимаю, она прям на сумку была сделана. Задоволенная, подобается вам? Да, я увидела, сразу поняла, что это надо купить однозначно, как бы новая вещь в моем гардеробе. А скажите, ласка, ці вы што-нибудь про пагоню ведали раней? Вот что это за знак и якую он каштоўнасць мае? Честно говоря, я очень плохо знаю историю, но я понимаю, что это как бы герб, то есть символ нашей Беларуси так само был, и я просто, вот из этих политических всех движений, дел, я буду стараться как-то тоже вникать и вот в историчную вот эту каштоўнасць, да, частку. Но пока я мало чего могу как бы рассказать про это, но я уважаю как бы этот знак. То есть, простите, я вообще не ас в истории. Это справа будучыні, правильно? Да. То есть у вас уже з'явіўся стимул. Про погоню я мало чего знаю, но вот я знаю, что про БЧБ-стяг, про него очень много вот этой шумихи наводят, про то, что это там какой-то фашистский знак, вот это вот все. И то есть я тоже как-то удивилась очень, я решила посмотреть вообще информацию, и получается, то есть сапраўды, вот в те времена фашисты как бы носили это знамя, но так же, как и там российский флаг и других стран. Это все делалось для того, чтобы людей на свою сторону привести, что им, как им остается, чтобы просто показывать людям, то, что, то есть вот. Мы вас признаем, да, як-то? То есть они хотели... Нет, на свою сторону как бы перевести, потому что это был единственный вот флаг, который, получается, был вообще у людей, чтобы представлять, что вот это белорусы. И они как бы носили эти флаги, как я поняла, как я там запомнила, что это не запомнила, для того, чтобы они тоже переходили на сторону фашистов. И то, что типа, вот, мы уже победили, тут ходим с вашим флагом, как я понимаю. Я говорю, я очень плохо знаю историю, меня не надо слушать. Ведаеце, калі коротко, то пагоня мае 500 годов истории, войска Великого княжества Литовского зиме. Это не просто так создалось, потому что я знаю, что, я общаюсь с людьми, которые еще помладше меня, и которые вообще не осведомлены вот этими всеми делами, и я очень удивилась, когда то есть человек 13-14 лет мне сказал, что типа вот этот флаг БЧБ, его придумала Тихановская, и то, что... Я сказала, что типа, вы чего, ребята, это наша история, это наша национальная символика,
бывшие, как бы, посчитайте, хотя бы Державна, Википедию, державна. Это бел чырвона-белы сцяг, это дзяржаўным сцягам быў. 3-4 гады і герб пагоня і бел чырвона-белы сцяг, ну так коротко так, былі дзяржаўнымі сімвалямі. А яшчэ раней, вот про той час, про які вы кажаце, яны узніклі значна раней бел чырвона-белы сцяг. І это нацыянальныя колеры беларусу, калі побачыце, может быть, куфры ваших бабуль, то там обовязково будут белый, червона вышивка, так? Так? Да, есть такое дело. У меня есть парочку рушников бабушкиных, которые вот так вот вышиты. Так, менавіта. Белые червоные колеры. И орнамент в этих цветах тоже исполняется. То есть белый, красный. То есть красный орнамент на белом полотне, там, в рубах или что-то это. Я понимаю все, я знаю. Так, на гэтай глебе быў створаны сцяг, і сцяг існаваў ва ўсе часы, незалежна ад якая ўлада прыходзіла. Улада і нацыянальны сцяг — это розныя рэчы. І тое, што там прыраўняюць к фашызму, гэта так же сама, як казаць, што і цяпер ёсць нейкія фашысты. Это можно сказать так же само. Да, это получается сейчас нас в виде фашистов, значит, пытаются изобразить то, что мы тут ходим с этими флагами, то, что мы тут развал страны. Вот это, Нацыянальны флаг не мае ніякага дачынення да фашыстоўскага флага. Тут как бы галоўна, это как бы галоўны такі, факт, что ли, это галоўны факт. Скажите вы, что ведаете вот про национальные символы? Ці яны вам подобаются? Ці яны каштоўны? Ці вы их хотели бы? Конечно, они очень красивые. Честно, мне кажется, что вот наш этот червоно-белый стяг, он гораздо симпатичнее, чем то, что у нас сейчас висит, вот этот красно-зеленый. Потому что, цвета не сочетаются, зеленый и красный. То есть просто мне по-человечески никогда не было приятно смотреть на этот флаг. То есть даже когда я училась в школе, когда я вообще не запаривалась по поводу всей этой идеологии, я честно скажу, я до 9 августа была максимально аполитичным человеком. То есть я никогда не обращала внимания особо на власть, никогда не участвовала в каких-то митингах, организациях. То есть мне вообще все это было, довольно параллельно. Но после того, что у нас начало происходить, я как-то влилась в эту струю, сейчас везде хожу, все делаю. И мне гораздо приятнее смотреть на толпу, которая идет в красно-белых флагах, потому что это, эстетически гораздо лучше выглядит. И натурально, как только что мы сказали, это историчная, это народная традиция, историчная традиция. А теперь скажите про падзеі, все ж таки, чему вы стали, вы кажете, были аполитичны, никуда не ходили, да, теперь почали, чему для вас это, чему важно стало? Во-первых, конечно, после того, как вскрылись все эти фальсификации на досрочном голосовании, то есть я смотрела новости там в том же платформе «Голос», на Ютубе смотрела видео о том, насколько нагло это все фальсифицируется, и у меня просто, поднималась волна негодования, потому что, как можно настолько неприкрыто обманывать людей и даже не пытаться как-то это, приукрасить, то есть настолько нас глупыми считают, что ли, это была первая волна. А потом 9 числа мы, получается, с подругой пошли в город, и мы, не то чтобы лично застали, когда начали разгонять толпу, но мы были неподалеку. Мы слышали, как взрывались светошумовые гранаты. Это было очень страшно. Мы даже сначала не поняли, что это вообще было. То есть мы подумали, гром, гроза, потому что были какие-то вспышки, был звук, и мы подумали, что, возможно, это гроза начинается, хотя небо чистое. А потом нам позвонила наша третья подруга, она была вот прямо на площади. Она нам звонила буквально в истерике, она кричала, что нам пустили газ, нас разгоняют гранатами. Ребятки, бегите, не идите к нам, убегайте домой. И вот мы тогда очень испугались, и мы убежали. И следующие 2 дня, получается, 10-11 число, я просто сидела дома, мне было страшно выйти на улицу. Я боялась ехать даже на работу в офис, хотя мне на работу к 10 утра. То есть, вроде как ОМОН еще тогда не гулял по городу, вот прям днем. Но мне было искренне очень страшно. И я пила и успокоительные, я не могла спать, я не могла есть, я не могла работать, я ничего не могла делать. А потом вот 12 числа вышли эти ланцюги, когда на Комаровском рынке в первый раз вышли девушки. Я посмотрела на эту организацию и поняла, что мне просто надо. Мне надо быть там. Я чувствовала все эти дни вину за то, что я отсиживаюсь дома, когда мой народ, мои люди, они борются за мои права, а я сижу и ничего не делаю. Я хочу додать, что вот те падзеі, про якія рассказывала дзяўчына, гэта былі якраз пад цяперашнім чырвона-зялёным сцягам адбываліся і пад цяперашнім гербом Беларусі, Рэспублікі Беларусь, пад чырвона-зялёнымі колерамі. Что вы про гэта скажете? Что я могу про это сказать? Сейчас ведь специально нас пытаются разделить на 2 флага. Хотя вот на самом деле это, мне кажется, этот конфликт, он вообще как-то искусственно возник, потому что у нас никогда не было обсуждений до этого, что, вот один флаг хороший, другой флаг плохой. Это стали вбрасывать вот во все чаты где-то, наверное, через неделю после того, как начались все эти события. Я вообще не понимаю, откуда эта мысль пришла, потому что у нас никогда не было по этому поводу споров. Мы не обращали внимания на флаги. Да, мы ходили с червоно-белыми, потому что, я так понимаю, что
это символ еще прошлой позиции, то есть не тех, кто встал вот сейчас, а это тянется исторически вот прямо с 90-х годов, когда у нас еще было вот это вот кроха независимости. Я знаю, потому что у меня папа вот очень сильно участвует во всем этом, и у него куча бело-червоно-белой символики, куча вот этих вот всяких футболок с погоней, вот этого вот всего. Поэтому я на этот символ смотрела с детства, и я его не воспринимаю как что-то новое. Для меня он был всегда. Поэтому я даже не знаю, откуда взялся этот конфликт. Я не понимаю, откуда он пришел. Дякую, великий, дякую. Ну, я додам ще до сказаного, що бел-червоно-білий стяг – гэта калі гістарычны герб пагоня мае 500-гадовую гісторыю, калі яшчэ войск Великакняства Літоўска выходзілі з гэтымі харугвамі у Аршанскай бітве супраць Москвы і Грунвальдскай бітве супраць нямецкіх крыжаносцаў, то бел-чырвона-белы сцяг, бел-чырвона-белыя колеры прысутнічалі і ў той час, а сам сцяг з'явіўся ў часы Беларускай Народнай Рэспублікі яшчэ до таго, пакуль з'явілася фашысцкая акупацыя нямецкая і ўсе іншыя маніпуляцыі, што гэта фашыстоўскі флаг, это такая ж самая маніпуляцыя і хлусня, як і тое, што адбываецца сёння. І бел-чырвона-белы сцяг Беларускай Народнай Рэспублікі, сцяг колеры беларускага народа, якія ўзніклі яшчэ да ўсіх тых часоў, з чым яго хочуць звязаць. Нацыянальныя колеры, нацыянальныя сцягі, яны былі незалежна ад уладаў, якая была нямецкая, бальшавіцкая, камуністычная і савецкая. І цяперашняя. Яны заўсёды былі і застаюцца з народам, як мы бачым і як мы чуем. Ну, тым часам працягнем нашу далейшую гаворку. З людзьмі працягнем чаканне Марыі Калеснікавай. Дастаткова працяглы тэрмін она знаходзіцца там. І прыходзяць усе новыя людзі, бачым, што нават з маленькімі дзецьмі. Добрый дзень. Дазволіце вам пытанне, чаму вы прыйшлі з малышом сюды? Это нелёгка прыйсці з малым дзіцем, яшчэ і дажджлівае надвор'е. Ну, мне кажется, в этом... Ой, можно я соберусь? Конечно, да. Размовляйте со мной, расскажите мне, что переживаете зараз. Конечно, я очень жалею, что не на белорусской мове, потому что очень переживаю. Мне кажется, любой человек, любой гражданин в этой стране пережил это событие очень близко к сердцу, потому что были убитые, были покалечены, были травмированы наши граждане. И все знают, как тяжело вырастить детей, как это тяжело. И когда этих детей убивают потом, это невозможно смотреть равнодушно. Мне кажется, вот и весь ответ на этот вопрос. А что вы скажете про то, что это робили не некие внешние силы, некие войски, внешние вороги, а тут всюду у нас? Мне кажется, это кто здесь робил, это уже пускай этим занимается суд. Потому что суд должны быть найдены и наказаны, кто это делал. Мы сейчас не можем об этом судить. Мы можем только сейчас говорить о том, чтобы была отставка правительства, чтобы Лукашенко ушел. Вот и все. Тут говорить можно очень много, но все, по-моему, понимают, что должно быть. Дякую вам великий, дякую вам великий. Бачыце, мама з малышом прыйшла за тое, каб бараніць моладзь, каб бараніць сваіх дзяцей. І всіх вельмі абурыла і занепакоіла тое, што адбывалася ў першыя дні і што адбываецца зараз. Малады чалавек, вам дазволіце пытанне? Дзякуй вам. Вы скажыце, што скажаце пра тое, што адбываецца ў краіне. Гэта вельмі кранае. Я лічу кожнага з нас, мяне асабіста таксама. Таму я лічу, што зараз вельмі важка, каб мы ўсе адзін аднаму такую падтрымку нейкую выказвалі і дзеяннямі, і словамі, і думамі. Таму я зараз тут. Што б вы хацелі, каб адбывалася далей у грамадстве, з уладамі? Як вы бы хацелі, каб развіваліся падзеі? Нам, безумоўна, змены патрэбны вельмі зараз. Я адчуваю такія ж думкі і чую ад іншых людзей. І я лічу, што гэта наша агульнае жаданне зараз, змены, і я ўпэўнены, што яны адбудуцца ў хуткім часе. Дзякуй вам, дзякуй. Бачым, зноў жанчыны падышлі цэлай групай, мы накіруемся да іх. Я думаю, яны прыйшлі, можа, не так даўно. Добрый дзень. Хотели з вами поразмаўляць. Вы прыйшлі групай, напэўна, да? То есть знаёмыя паміж сабой ці як? Ці вы прыйшлі кожны сам сабе? В общем-то, каждый сам по себе, но
Уже все знакомые, так? Конечно, не первый раз. Ага. Вам чаму гэта важна? Што вы думаеце пра сённяшні дзень, пра заўтрашні дзень, што б хацелі сказаць? Мне кажется, я вообще сказать чего-то более умного, чем уже сказано 1000 раз, навряд ли я смогу. По-моему, все очевидно. Абсолютно, и никакие слова здесь не нужны. Ну, бачыце, улада нават і не збіраецца рэагаваць на тое, што людзі кажуць, да? Она не рэагаваць на это массовые митинги. Что с этим делать, но это не значит, что нужно сидеть дома и молчать. Потому что нет ни одной площадки, где мы могли бы высказаться. Мы не можем обратиться к депутату. В прессе нас не освещают. По телевидению тоже никто о нас ничего не говорит. Нет диалога в обществе вообще. То есть просто авторитарный режим, где есть мнение руководства, а мы должны подчиниться. Но мы хотим высказать тоже свое мнение и хотим, чтобы нас услышали. Поэтому у нас нет просто выхода, как вот выйти на улицу. Мы же мирные люди, мы не хотим, мы не бросаем ни коктейли Молотова, что говорят. Мы не наркоманы, мы не проститутки. Мы все отработали очень много лет на предприятиях. У меня стаж 25 лет. Сейчас я самозанятый человек, ремесленник. И мы хотим, чтобы нас услышали. Мы хотим диалога. Мы хотим выборы, чтобы никто не говорит, что мы должны там разрушить Беларусь и что-то разломать. Мы не против цветочков, мы не против хорошей жизни, но мы хотим каких-то новых перемен, мы хотим двигаться дальше. А сейчас ощущение, что мы застряли в том прошлом веке, в 90-х годах. Молодежь вообще не принимает эту обстановку, они вообще настолько далеко от молодежи, что молодежь как будто в другой стране живет. Я смотрю на своего сына, он вообще не включает телевизор, он вообще не принимает эту власть. Как так может быть? Як ви думаєте, чому влада на это не реагує? Она хоть разумеет то, про что вы только что сказали? Я не знаю почему. Наверное, потому что они очень оторвались от нас. Они никогда по-настоящему не говорили с людьми. Они говорили с теми приближенными кругом, вот эта вот вертикаль, которые, наверное, доносили ту информацию, которую они хотели услышать. И не видят реального положения вещей. Потому что мы пришли не потому, что там Польша нас уговаривает или Россия нас уговаривает. Мы хотим со всеми жить мирно. У нас все прекрасные соседи. И знаем много людей во всех странах, которые и в Польше, и в России, и в Латвии, и Литве, и в Украине. У нас везде есть знакомые и друзья. Я не считаю, что какая-то есть угроза. Все проблемы страны, они всегда внутри этой страны. И могут быть решены только внутри этой страны через диалог. Дякую. Як ви скажете, чому этого диалога немає? Чому влада не йде на этот диалог? Яка є позиція? Чому є така позиція? Ей этот диалог не нужен. Начнем с того, что у нас украли выборы. Фальсификации очевидные. Мы сейчас, в общем-то, боремся за то, чтобы результаты, показать официальные результаты и показать реальные результаты. Мы отзываем депутатов своих, потому что они нас не слышат. Я, например, своего депутата ни разу не видела. В далекой юности как-то было общение с депутатами, назначались собрания, высказывали люди проблемы. Сейчас этого ничего нет. Самое главное, у нас украли выборы. Если бы выборы не украли, этого бы ужаса всего не было. И я считаю, что пора, в общем-то, переходить к решительным действиям. Молодежь сейчас уже уезжает, к сожалению. Кто останется, кто будет кормить пенсионеров? Кто будет кормить эту гвардию, которая нас лупит дубинками? Кто будет кормить президента? Где он будет деньги брать? Занимать у Путина своих проблем хватает. Так что я лично не вижу выхода в том, чтобы оставлять все как есть. Потому что нас опять будут унижать, оскорблять. Какая риторика у нашего президента? Стыдно слушать. Стыдно слушать просто. Это же, я не знаю, из какой подворотни он выскочил вообще. Дякую вам великі. Добавьте, калі ласка. Ви вже сказали, да? Пойдем далей до молоді, попитаємо їхнє міркування. Добрий день. Молодые люди, дозвольте питання, добра? Скажите, калі ласка, только что размовляли со старейшими людьми, теперь с молодейшими. Яны кажуть, что молодежь, она уже зовсім інший світ, да? Принаймні з теперішньою владою, так ці ні? Ці є некое розуміння
того, што дзеянне ўлады, вот ці маладзеж як іх расцэньвае, як разумее? Еще раз повторите, пожалуйста. Ці ўлады чуюць моладзь, ці моладзь разумее ўлады? Ну, мне кажется, что наша власть пока нас не воспринимает. Воспринимает как наркоманов, безработных. Мне кажется, так, не слышит она нас. Не молодежь, да взрослое население она тоже не слышит. Никого она сейчас не слышит. Чаму? Як вы думаете, чаму? Не хоче, не умее? Если бы мы знали ответ. Мне кажется, не хочет. Ну и не умеет тоже. Дякую. Скажите теперь вы, як вы думаете, вот эти вот за Беларусь, эти митинги поддержку Лукашенко, так? И они весь час скажут, не дадим разделить краину, не дадим там, значит, разделить. А кто разделит ту краину? Як вы думаете, что это за посылы такие, что это за заклики? Кто кому чего не даст и кто это спробует робить? Я думаю, что это просто позиция государства, выдвинуть людей, которые хотят отстоять свои голоса, сказать, что они виноваты в том, что не хотят разделить страну. Никто не хочет делить страну, мы все любим нашу страну, мы все хотим общаться вместе, и никто никаких войн затевать не собирается. Это просто выдают такую точку зрения, чтобы люди ополчились между друг другом, всего-навсего. Як вам подається, это може удастся, это удается, ці ні? Естественно, всегда будет какой-то процент, который в этом может поверить или думает так же, но мне кажется, основная масса все-таки у нас людей живет адекватных и понимает, что это не так, что все хотят жить в мире. Дякую, велике. А можна вам питання? Дозволите? От що ви думаєте, ті люди, які виходять з вот этими червоно-зеленими стягами за Білорусь, да, це люди, як вони, так як гэты, вот як ви прийшли по добрій волі, ці як це відбувається? Нет, ну это как у нас добровольно-принудительной форме, либо какими-то запугиваниями, еще там увольнениями. То есть люди идут как бы вынужденно, я так считаю. Ну, бывают случайные люди, которые действительно так считают и думают, это их тоже право, как бы высказывать свое мнение. То есть Кого більше, як ви думаєте, кого більше? Ті, які виходять на протестні мітинги, ці на провладні? Ну, больше тех, которые хотели бы честных выборов, перевыборов, то есть правды. Я думаю, этих людей больше. Остальные, как бы, им так нормально. Как бы, я думаю, и так. А что вы думаете вот про вчорашние, скажем, події, про новые там хвалю затримання и так далее? Ну, это дико. Это странно, по крайней мере. Но со стороны это как-то, это не современно, это очень... Телеканал Белсат у прямому ефірі. Зараз я нагадаю, що ми зараз працюємо каля слідчого комітету. Тут проходять, ну, якби люди чекають Марію Колєсніку, яка викликана на допит паводле кримінальної справи об створенні комітету, координаційного комітету об передачі влади. Можна ще раз вам питання? Як би ви хотіли бачити дальше розвиття подій? Що варто було б зробити, може, уладам? Ввогуле, ви признаєте, що у нас є політичний кризис в Україні? Конечно, да. Як його можна було б вирішити? Ну, хотя бы, чтобы начался диалог. Не диалог односторонний, когда выходит наша влада и разговаривает с рабочими или с теми, кто пришел принудительно. А вот с тем же хотя бы координационным советом, чтобы поговорили, свои требования, каждый предложение. Мне кажется, хотя бы диалог. Ну, точно, чтобы не было никакой крови, ничего такого. Я думаю, словами можно было что-нибудь решить. Дякую вам велике. Можна ще раз вам питання? Скажіть, а ви що думаєте про наших громадян, про наших людей? Вот, ці у вас помінялося міркування про людей вот за цей час виборчий? Лепше стало, горше стало про наше громадство? Якое? Мы стали более сплоченными, мы стали больше друг другу доверять и помогать. И это прекрасно. Люди не скрывают симпатии друг к другу, все ходят, улыбаются, все рады видеть друг друга на улице, все стали намного более открыты, наверное, нежели чем были. Так что это перемена в любом случае к лучшему. Дякую вам велике, дякую. А скажіть, будь ласка, може дозвольте ще вам питання, а до влади ці у вас помінялося міркування? Ці от змінилося в ліпшу, в горший бок? Конечно, изменилось в худшую сторону, но и так было не очень. Как бы, но это все терпелось, замалчивалось, как бы, ну, ладно, насколько еще как бы хватит, ну, то есть сколько можно. Ну, сейчас вот в полной красе, как я говорю, это все видно, то есть по всем действиям, высказываниям, отношениям к людям, то есть вообще к законным всем действиям
совсем по-другому. Расчарование больше, так? Если раньше были догадки, то теперь это уже вот явно. Теперь уже все знаем точно. Дякую вам вялікі. Ну тут можна сказаць, што адкрыта ёсць нават тое, што скажем, на пратэст настаўнікаў былі прыгнаныя, адкрыта прыгнаныя, прадэманстраваныя каля 20 спецтэхнікі, аўтазакаў, міліцыянтаў. Это на мірную акцыю настаўнікаў, бацькоў, дзяцей, якія прыйшлі к міністэрству адукацыі, каб пачуць міністра, каб выказаць сваё незадавальненне заявамі Александра Лукашэнкі, што настаўнікі мусяць звальняцца са сваіх пасадаў, калі не атрымаюць дзяржаўную пасаду. Тым часам мы працягваем чакаць Марыю Калеснікаву і працягваем размаўляць з людзьмі, глядзець, што тут адбываецца на гэтым месцы. Вельмі шмат журналістаў, шмат грамадзянаў, якія ўвесь час змяняюцца. Хтосьці не можа заставацца доўга, людзі маюць працоўны дзень, яны маюць нейкія абавязкі, яны сыходзяць, прыходзяць новыя людзі. Тут дзіцячы парк, прыходзяць бацькі з малымі дзецьмі, таксама прысутнічаюць тут, размаўляюць з людзьмі, як ужо многія тут прызнавалі, людзі раптам сталі вельмі уважліва, цёпла і салідарна ставіцца адно з другім, і гэта вот такая адметнасць сённяшняга дня. Яна сапраўды вельмі заўважная, і каля будынку самога следчага камітэту тут бачым тэхніку спецслужбаў, самі ахоўнікі тут стаяць. Увогуле гэты квартал, ён увесь ачэплены міліцыянтамі і спецслужбамі, яны не ў літаральным сэнсе стаяць у кардоне, але яны тут прысутнічаюць увесь час, іх заўсёды вельмі шмат. Адкрытых і больш прыхаваных. Тым часам мы працягваем бачыць людзей, якія тут у чаканні, і будзем з імі размаўляць. Ці дазволіце пытанне вам? Калі ласачка, вы скажыце, вы спартовец, ці вы аматар? Як вы тут? Нет, я скорее волонтер. Волонтер, так? А дзе вы працавалі гэтым часам? Мы работали на Крестина, помогали людей вывозить, привозили какие-то вещи в помощь. Вот. Мы работали в штабе Виктора Дмитриевича Бабарика. Вот. И сейчас стараемся поддерживать людей, которые приходят, которых отводят в СК. То есть, им нужна наша поддержка точно так же, как нам нужна их поддержка. Тебе еще находитесь там, каля Крестина? Есть там волонтеры зараз? Сейчас нет, мы не были уже там 3 дня. Вот. Но поскольку сейчас опять начали забирать людей, я думаю, вчера вы сами все видели, наверное, надо будет опять создавать штаб, общаться. Будем что-то делать. Што вас уразіла ў той час, калі вы там працавалі, што вы узгадваеце, можа, перадусім, што вам можа баліць, што непакоіць, што засталося найбольш уражлівым для вас? Вы знаете, наверное, неудивительно то, что люди выходят из СИЗО подавленными. Таких людей мы видели много лет в разных местах, при разных событиях. Люди, которые выходили, с Окрестина, это полностью убитые люди. То есть это вельмі цяжко узгадваць. Понятно, когда девушка выходит в слезах, ей тяжело это переживать, но когда выходят мужчины, человек просто смотрит в одну точку. И видно, что он хочет пообщаться, что он хочет сказать, что происходило, но одно слово и все. И его разрывает просто на эмоции, на слезы. И я думаю, мы еще много месяцев, много лет будем приводить этих людей в чувство, и тогда они расскажут все. Возможно, когда-то это покажут по телевидению, и люди, которые сейчас не верят, считают все это обманом, фейками, они увидят, что было на самом деле.
Як ви думаеце, дзеля чаго грамадзяне гэтай краіны праводзілі такія жорсткія акцыі і адбываліся такія жорсткія падзеі, гвалт, ціск на такіх же грамадзян краіны, каб дарослыя людзі выходзілі такімі падаўленымі і разбітымі фізічна і маральна. Много лет планы нашей власти по ее удержанию заключались в запугивании людей. Когда протестующих было мало, у них это получалось. То есть запугали, разогнали, побили, люди испугались, сидят дома, тихонечко по норам боятся. Сейчас, в этом году после выборов, власть решила предпринять очередную попытку сделать то же самое. Но в этот раз, я думаю, даже не из-за того, что людей было меньше, из-за того, что благодаря каким-то современным технологиям, тот же интернет, какие-то социальные сети, большая часть людей увидела, что происходило на самом деле, и эта система не сработала. Будем надеяться, что в следующий раз власть к ней уже не вернется, как бы ни развивались события, потому что такого быть в демократической стране не может. При любой власти. Не может и не должно. Скажите, калі ласка, як пачуваюць сябе зараз валанцёры гэтага лагера? Вы перажылі, вы бачылі тое, што не ўсе бачылі людзі. Вы бачылі тых людзей, якія выходзілі з гэтых засценкаў, так, і перажылі таксама вельмі цяжкія эмоцыі, правильно? Там, чтобы вы понимали, мы приезжали, мы не были там постоянно, то есть мы помогали с развозом людей, а те ребята, которые там проводили ночи, они на самом деле, понятно, что они большие молодцы, но они еще и закалились, они стали какими-то профессионалами, они научились объединять вокруг себя других людей. То есть, когда ты видишь, что мальчик 18-19 лет просто выходит из огромной толпы и говорит: соберитесь возле меня те, кто готов тут быть до 4 утра, до 6 утра, там, до 8. Соберитесь сюда, тут у нас будут палатки, тут у нас будут пледы, тут горячее питание. Обычные люди, которые молодые еще, которые еще там где-то в школе, где-то в университетах учатся, они уже стали взрослыми. Поэтому сейчас они следят за событиями и, конечно, я думаю, при первой какой-то необходимости соберутся снова. Як вам падаецца, калі закончацца сённяшнія падзеі палітычныя, да, калі гэты крызіс будзе унармаваны, што мусіць адбыцца па выніках тых падзей, пра якія вы расказвалі? Вы имеете в виду, что должно произойти в стране, что может произойти в стране? Што мусіць адбыцца ў справе разгляду тых злачынстваў, якія адбываліся там, на Акрэсціна, у тых засценках, сведкам, ускосным сведкам якіх былі вы? Што мусіць адбыцца ў гэтай справе? Конечно, в любой нормальной стране, в любой нормальной державе эти действия должны расследоваться, должны законодательно те, кто виноват в причинении тяжких телесных повреждений, унижении людей, должны понести по закону то, что законом предусмотрено. Но пока у нас не будет честных судов, они будут, видимо, получать только награды и медали. Что вы думаете про это? Что такое отбылось? Думаю, наверное, то же самое, что любой здравомыслящий человек. Это преступно. Это преступление против своего народа. Дякую вам вялікі. Дякую. Вот такое меркаванне ад валанцёра мы атрымалі. Мы зараз пройдземся вельмі цяжкія, бачыце, узгадкі у чалавека, які толькі бачыў ахвяраў тых катаванняў, праз якія людзі прайшлі на Акрэсціна. І трэба яшчэ раз нагадаць, што гэта адбылося ў мірнай Беларусі, без умешальніцтва нейкіх сіл, адбылося з боку прадстаўнікоў сілавых структур, якія мусяць дзейнічаць па законах, якія мусяць ахоўваць закон, ахоўваць грамадзян, але ў выніку гэтыя грамадзяне менавіта ад гэтых
парку, пошли, мы можем пока еще говорить. Люди просто стоять у парка. Я подниму. Алло, алло. Секунду, я... Сейчас, я минуту. Да, вот. Я план там выставил. Я нагадаю, що здымачная група Белсату зараз працуе у цэнтры Менску. Тут каля следчага камітэта сабраліся журналісты, сабраліся небыякавыя людзі, мінакі, якія прыйшлі падтрымаць сябра каардынацыйнай рады Марыю Калеснікаву, якая ў гэтыя хвіліны от ужо больш за 1,5 гадзіны знаходзіцца на допыце ў следчым камітэце. Яна выклікана на допыт у звязку з крымінальнай справай, якая была распачатая ў звязку са стварэннем каардынацыйнага камітэта аб перадачы улады, аб пераглядзе вынікаў выбараў. І вот крымінальная справа вядзецца па факту нібыта захопу улады. Вось такім чынам Марыя Калеснікава адна з апошніх, хто выклікана на гэты допыт. Учора там была Святлана Алексеевич, нобелевская лаўрэатка, якая адмовілася даваць паказанні, адмовілася падпісваць дакумент, які забараняе ёй паведамляць пра змест размовы. І тут яе таксама чакалі дзесяткі прыхільнікаў, дзесяткі небыякавых людзей. Яны таксама тут цярпеліва чакаюць Марыю Калеснікаву. І нагадаю, што сярод чальцоў гэтай каардынацыйнай рады ўжо не засталося людзей, якія не былі тут на допыце. Акрамя таго, Павел Латушка сёння паведаміў, што ён заўважыў за сабой сачэнне людзей, невядомых людзей, і ён кажа, што вось ён такім чынам, што пытанне бяспекі для чальцоў камітэту актуальна. Так жа, як яно актуальна і для многіх грамадзян, якія гэтымі днямі выходзяць на вуліцы сваіх гарадоў, якія пратэстуюць, працягваюць пратэсты супраць вынікаў выбараў. Учора на плошчы Незалежнасці адбыўся гвалтоўны разгон удзельнікаў такой акцыі.
Людзі былі затрыманыя каля 2 чалавек, і частка людзей была забалкаваная ў чырвоным касцёле, які знаходзіцца на плошчы Незалежнасці, і на знак пратэсту супраць такіх дзеянняў сілавікоў каталіцкія іерархі выступілі з заяваю, з пратэстам супраць такіх дзеянняў. Яны заявілі, што заклікалі ўлады дзейнічаць па закону і заявілі, што яны не маюць права блакаваць доступ людзей да святыню. Таксама каардынацыйны камітэт і прыватнасці Павел Латушка абвесціў і заклікаў грамадзян адклікваць дэпутатаў палаты прадстаўнікоў, дэпутатаў усіх узроўняў, якія ў гэты час палітычнага крызісу ў Беларусі не адпавядаюць свайму, так сказаць, прызначэнню. Яны не бароняць інтарэсы сваіх грамадзян, тых людзей, якія пратэстуюць супраць фальшаванню, якія патрабуюць перагляду вынікаў выбараў, што гэтыя дэпутаты не сустракаюцца з людзьмі, не выслухоўваюць іхнія патрабаванні. І на гэтай глебе ёсць працэдура, ёсць нарматыўныя дакументы па адкліканні, пра парадак адклікання дэпутатаў, і многія людзі гэта зараз робяць. Ну і таксама сёння небыякавыя людзі таксама заклікалі адзін аднаго сабрацца ў цэнтры Менску каля беларускай праваслаўнай царквы на плошчы Свабоды. Там жа знаходзіцца галоўны каталіцкі храм. Вось людзі плануюць там сабрацца і прайсці маршам да плошчы Незалежнасці, каб выказаць сваю незгоду з падзеямі учорашняга дня і агулам падзеямі ў Беларусі. А таксама на бліжэйшыя выхадныя дні таксама людзі збіраюцца выйсці вот на гэтую масавую акцыю салідарнасці, якая ўжо ў Менску прайшла двойчы, і двойчы яна сабрала сотні тысяч людзей, якія таксама патрабуюць выслухаць іх палітычныя патрабаванні. Вот тое ж, пра што пра сёння казалі тут прысутныя людзі, якія кажуць, што мусіць быць дыялог, улада не мусіць адгараджвацца ад людзей, а людзі не мусяць заставацца самі па сабе. Улада жыве сваім жыццём, стварае крымінальныя справы, арыштоўвае людзей і ніякім чынам не кантактуе і не вядзе дыялогу з людзьмі. А людзі не маюць магчымасці абараніць свае правы і не маюць магчымасці выказаць свой голас, і любыя звароты вышэйшыя дзяржаўныя структуры, у праваахоўныя, Верхоўны суд, пракуратура не маюць ніякага выніку. Улада абсалютна адгарадзілася ад грамадства. Зрэшты, мы самі будзем, няхай самі пра гэта скажуць людзі. Я толькі пераказала тыя выказванні людзей, якія тут ужо сёння прамаўлялі, і мы будзем цікавіцца далей іхнімі меркаваннямі. Дазволіце пытанне, так? Добрый дзень. Скажите, ласка, вы уже стаміліся чакаць і прыселі, так? Не, ну я сразу присела, чтобы не стомиться. Я приехала не совсем сразу, где-то к часу, наверное. Вот. Конечно, как и все, очень переживаю и поддерживаю. Хочу, чтобы Мария чувствовала, что как бы она не зря ведет эту борьбу, что мы все вместе, что мы едины, что мы с ней, да, и что нас не пугают все, что тут делается, и что пойдем до конца вместе с ней. А скажите, ласка, ці не дарэмна, як вам падаецца, ці не дарэмныя усе падзеі, які адбываюцца? Вот что вы думаете про это? Отступать все равно уже некуда, понимаете? Поэтому всякие мысли, конечно, мелькают, потому что слишком уж мы запустили этот процесс, да, и теперь, конечно, сложно. Ну, хотя бы, как я написала стихотворение, если, значит, не победим, так хоть волну поднимем. Вот, поэтому, ну, вы сами написали? Ну да, вот с собой не взяла, но написала. Но у меня другое есть, я вот уже... Расскажите. Прочту. Правда, не про это. А про что? А про какую, коли не секрет? Обращение к ОМОНовцам. Давайте. Ну, давай. Чему к ОМОНовцам? Чему?
Ну, я так касалась и других тем, ну вот сегодня. Ну, очень важно же, понимаете, чтобы как-то что-то сдвинулось в той области, потому что без этого мы тем более не справимся. Вот, сейчас. Читайте. Давайте. Черные вороны над Беларусью хотят ее лишить и глаз, и сердца. Но с чем останетесь сами, вы, символы смерти? Ведь вы и так давно слепы, сердца ваши вырваны властью. Как будете жить после, когда тела разъест старостью? Оставят вас и дети, и внуки, согнувшись под тяжким бременем. Никто не скажет спасибо за старания ваши и рвение. А кровь убиенных и раненых будет взывать расплатой за то, что за 30 сребренников совесть продали гадам. В ком еще не все умерло, вставайте в ряды с нами. Мы дышим одним воздухом. Ступайте под наше знамя. И ваши сердца забьются, и ваши глаза прозреют. Пробьем мы дорогу к свету. Настанет новое время. Скажите, калі ласка, чому ви написали такие слова? Душа болит душа всю дорогу. За что, за что? Ой, в первую очередь за нашу молодежь светлую. Потому что если мы не справимся, если все это вот начнутся репрессии, будет кровь. Это ж, ну, свет нашего государства, это умы, это сердца, это разум. И если вот начнутся гонения, кто-то уедет, кого-то растопчут, раздавят, потому что кто-то слабее, кто-то сильнее. И поэтому, да, очень Александр Лукашенко весь час сказал, краина для народа, все робится для людей. Вот что вы думаете про то, что в этой декларированной краине для народа, для людей льется кровь, и мы кажем про смерть людей. Уже захпахованные 4 человека, які... Уже 5, я по-моему. Да, так. Уже весь час меняется информация каждый день, так? Да, может, и больше. Люди загинули сёння ў гэтай мирной Беларуси, Беларуси для людей. Что вы про это можете сказать? Ой, даже растерялась. Как такое может быть? Это ужасно. Это в цивилизованном обществе это вообще недопустимо. Это вот просто вот, да. У власти стоит какой-то неадекватный человек, который подтоптал под себя всех. Все сидят, молчат, вот в том... Я его принесу, вам еще в другой раз прочитаю. Сидят, молчат, понимаешь. Слова не могут сказать в ответ, за свои места держатся. Вот. А народ страдает. Им нет дела до народа. Им свои карманы, свои места теплые, и все. Им все равно, что с нами будет. Что будет с государством нашим, все равно. А что вы думаете вот про ОМОН, до якого вы звертаетеся, які так само частка этого народу? Ну, думаю, что там есть еще кто-то, у кого еще сердце не остыло, да. Сподіваєтеся, что почують? Ну, почують, а вот смогут ли вырваться, не знаю. Кто-то почует, да. Ну, надеюсь. Для них тоже это страшно. Дякую вам велике. Ну вот такие, бачите, нават нараджаюцца, на гэты час нараджае нават вершы ў людзей, перажываюць так цяжка эту ситуацию, что нават вершы. Дазволіце вам пытанне. Як вы переживаете то, что тут есть? Ну, конечно, переживаем. Мы все переживаем. А когда дома остаешься, прямо совесть мучает, что ты сидишь, люди вот приходят, поддерживают, и поэтому собираешься и едешь, как на работу. Это ужасно. Все, что происходит, это немыслимо, чтобы в такой стране происходили такие вещи. Бандиты у власти, ну, это просто невероятно. Что вы думаете, что не спыняецца гэты ціск, этой рэпрэсіі? Вот літаральна учора тое ж самае адбылося, может быть, не в такой жорсткай форме, але тым не менш. Вы имеете в виду Красный костел? Так. Но это вообще, это просто уже кощунство. То есть у людей в принципе не осталось ничего святого. Поэтому, я не знаю, но все это вызывает только ненависть, агрессию и больше ничего. И, конечно, все молятся, я уже не знаю, как молиться, чтобы это все закончилось и чтобы все-таки мы победили. Что бы вы хотели, вот якіх бы вы хотели дзеянняў зараз ад уладаў ці ад координацыйнага камітэта, як бы вы хотели, каб развивались далей падзеі? Ад уладаў вы имеете в виду те, которые сейчас пока еще действуют? Так. Чтобы они ушли, чтобы их не стало. Это единственное, что хочется. Потому что, все-таки надежда была, что он как-то, видя ситуацию, уйдет достойно. Но это не произошло и, похоже, не произойдет, поэтому я не знаю, от кого ждать помощи. Наверное, только от Евросоюза, чтобы как-то нам помогли.
То бок наш народ, наш народ ён все ж таки не такі всемоцны, всесильны, да, ці як? Не, он все моцный, все сильные, это правда, это так, поэтому победим в любом случае. Дзякую вам вялікі. Тым часам мы бачым, што вяртаецца Марыя Калеснікава, мы дачакаліся яе з допыту і таксама паспяшаемся на сустрэчу, каб пачуць, што яна скажа пра той допыт, які адбыўся. Бачым, Марыя Калеснікава вяртаецца са сваім адвакатам з допыту. Зараз запытаем яе, што она можа нам сказаць. Больш як 1,5 гадзіны доўжыўся допыт, но бачыце, Марія вяртаецца, як заўсёды, з усмешкай сваёй сімвалічнай і з вітаннямі людзей. Все прошло очень хорошо, я воспользовалась своим правом, которое дано мне Конституцией, 27 статьей, не свидетельствовать против себя. Также я подписала подписку о неразглашении, поэтому я не могу ничего говорить о том, как шел процесс. А это, в принципе, есть обвинувачиваемые? Ну, я в качестве свидетеля нахожусь, да. А почему так долго? Молчали? Какое развитие дальше может это дело быть, учитывая, что вы, я так понимаю, последний из президиума? Я сейчас на все вопросы буду отвечать только молчанием, потому что я связана подпиской о неразглашении. Давление на вас не оказывалось? На всех белорусов последние 26 лет оказывается давление, особенно последние 3 месяца, поэтому мы все со мной очень вежливо обращались, да, абсолютно вежливо. Як в думаете, рамках. доводить справа до суда? У меня нет никакого мнения на этот счет. Якія дзеянні координацыйныя камітэты на бліжэйшыя дні? Ці будуць праводзіць нарады ў далейшых дзеяннях? Я думаю, что будем следить за тем, что происходит, и будем на это реагировать, естественно. Большое вам спасибо за вашу поддержку. Большое вам спасибо. 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 Ну, таким чынам Марія працягвае па магчымасці адказваць на пытанні. Людзі скандуюць «Маладзец». Молодец! 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 Держитесь, Маша! Держитесь! Я нагадаю, што Марія Калеснікава выйшла са следчага камітэту, дзе правяла каля 2 гадзін у справе паводле крымінальнай справы аб захопе ўлады, якая была распачатая у звязку са стварэннем коордынацыйнага камітэта па стварэнні па перадачы ўлады ад дзейнай улады да грамадства, да людзей, якія пратэстуюць супраць вынікаў выбараў. Мы тут заставаліся з тымі людзьмі, якія прыйшлі яе падтрымаць. Это некалькі дзесяткаў чалавек, яе прыхільнікі, проста неабыякавыя грамадзяне, якія чакалі ўвесь гэты час Марію Калеснікаву. І паколькі ўжо закончылася асноўнае такое момант чакання і ўжо расходзяцца людзі, то мы таксама будзем развітвацца. Нагадаю, што для вас працавала Галіна Бакунчык. Сённяшні дзень яшчэ не закончаны. Чакайце ад Белсату новых паведамленняў пра тыя падзеі, якія будуць адбывацца ў краіне і ў Менску сёння. Я ж на гэтую хвіліну з вамі развітваюся і да пабачэння. Дзякуй за ўвагу. Мне так хочется сказать всё. Не, просто такого не скажешь, что на сердце чувствуешь, понимаете?